Белов Артем Сергеевич, Батаева Ольга, Роми Морис О'Доннелл, Васильева Ольга Романовна, Демченко Дмитрий Александрович, Янчаков Иван Николаевич, Зубов Юрий Владимирович. Уважаемые коллеги, я предлагаю приступить ко второй части нашей сегодняшней дискуссии. У нас действительно будет несколько очень интересных с моей точки зрения тем. Мы поговорим сегодня о практике долгосрочных контрактов, поговорим об опыте развития племенного животноводства, вообще животноводства молочного в Ленинградской области, поговорим об опыте получения поместного скота от молочных пород, поговорим о практике геномной оценки, и обсудим целый ряд вопросов. Я думаю, что интересные спикеры, которым вам интересно будет задать вопросы. Слово я сейчас хотел бы предоставить Ольге Батаевой, это директор по закупкам молока «Волга-Юг», группа компании «Данон». Я хотел попросить Ольгу рассказать о своей практике. Это действительно одна из компаний, которая очень активно работает по так называемым долгосрочным контрактам. Эта практика становится все более и более традиционной. Я бы хотел Ольгу попросить как раз рассказать об этой практике, о ее плюсах, минусах, возможности расширения в целом на регионы, в которых компания работает. Ольга, пожалуйста, вам слово. Работает? Да, работает. Так, у нас появились новые способы, вот тут современное управление. Сейчас я, с вашего позволения, протестирую. Работает, не работает? Ага, не работает. Работает. Так, и с этого места тоже, чтобы не загораживать вам обзор, пробую отсюда. Ага, отлично. Все, тогда предлагаю начать. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь я хотела бы выразить слова благодарности организаторам этого мероприятия за возможность участвовать в нем и за возможность рассказать о тех новых изменениях, которые произошли в нашей компании в отношении поставщика и переработчика. Поделиться с вами наработками, трудностями, сложностями, как сказал Артем Сергеевич, в процессе внедрения, с которыми мы столкнулись и до сих пор сталкиваемся. Отдельная благодарность Ольге Викторовне за настойчивое приглашение для участия в этом форуме. Надо сказать, что несмотря на то, что именно в этом регионе, в Удмуртии, у нас нету ни одного сельхозтоваропроизводителя, поставляющего молоко компании «Данон», я сегодня стою на этой сцене и рассказываю вам о той модели ведения бизнеса, которая у нас практикуется. Это означает, что республике не все равно, что нас заинтересованы, что перспективы от того, что мы на сегодняшний момент внедряем, действительно есть. Поэтому цель моего выступления не будет агитация для того, чтобы сейчас каждый захотел работать с компанией, не будет критика существующей системы работы, к которой все привыкли, а будет лишь возможность рассказать о новом подходе взаимоотношения поставщика и переработчика на основании долгосрочной модели ценообразования. О чем я хочу вам сегодня рассказать кратко? О том, вообще, как назрела необходимость того, что нужно что-то менять в этой жизни, о том,
что вообще такое модель долгосрочного ценообразования, как мы ее внедряли, с какими сложностями столкнулись, как мы их преодолевали, какие у нас есть уже наработанные фишечки для того, чтобы сломать вот эту существующую привычную модель, которая не всегда правильная. Вот. Ну и в конце моего выступления я предложу вам вариант, что вам делать со всей этой информацией, которую вы сегодня от меня получите. Начать хочу с лирики. В 1972 году первый президент группы Danone сказал такую фразу: «Компания не может быть социально успешна, не может быть экономически успешна в социальной пустыне». Задумайтесь, пожалуйста, над этой фразой. В прошлом году нынешний президент группы Danone Эммануэль Фабер развил эту идею, сказав следующее: у нас одна жизнь и одна планета, одно здоровье. Мы не можем быть здоровыми, если не здорова планета, если мы дышим грязным воздухом, если мы пьем грязную воду. Мы не можем производить здоровый продукт, если сырье в нем не надлежащего качества. А как вы можете производить сырье надлежащего качества, если у вас нет для этого условий? И мы с вами все здесь, несмотря на то, что находимся находимся как бы по разные стороны бизнеса, и иногда наши... Что ж такое-то, простите? Давайте следующий. Я буду, может быть, махать вам, если вы меня слышите. Спасибо. Несмотря на то, что мы, казалось бы, на первый взгляд находимся по разные стороны бизнеса, и интересы нас противоречат, мы с вами в одной лодке. И эту лодку и без нас раскачивает множество внешних факторов, о которых предыдущие коллеги-спикеры уже сегодня очень много говорили, но в том числе, ребят, мы и сами раскачиваем эту лодку, да, под влиянием тех же факторов, под влиянием какой-то психологии, мимолетной мысли, мы тоже ее качаем. Как в итоге комплекс факторов, сложивший текущую ситуацию на молочном рынке, дал, скажем так, толчок для того, чтобы задуматься о том, как дальше жить и как найти решение из этой ситуации. Я сейчас сделаю маленький, взгляд в прошлое, да, повторю отчасти предыдущих спикеров, потому что я бы хотела с вами быстренько поговорить о следующем. Говорить мы будем, естественно, о цене. Самая интересная, самая болезненная тема для переработчика и поставщика. Вот. Давайте еще раз пробежимся по тому, от чего же зависит цена молока. Развеселю вас немножко картинками, да? В первую очередь цена молока зависит от объема предложения сырья на рынке. Показывали хорошие тенденции, которые в России наблюдаются уже 4 года подряд. Да? Обратите внимание, 4 года подряд в России наблюдается рост производства молока. А если сравнить с 2016 годом, то в 2017 году в среднем, да, коллеги говорили, оперировали цифрами по году, а я скажу в сутки. В сутки Россия в прошлом году имела в среднем 1700 тонн молока плюсом. То есть это практически республика Удмуртия, да, образовалась еще на карте Российской Федерации. А если говорить про 4-й квартал 2017 года, то на рынке молока на молочном рынке России появилась республика Татарстан, потому что плюсом было порядка 3000 тонн. Это в сутки. Динамика 2018 года пока такая же, уже 5,2% плюсом к январю уже 2017 года. То есть порядка 3000 тонн молока в сутки, задумайтесь, мы имеем на рынке плюсом. В то же время, куда это все девается? Да? Это кто-то должен съесть или куда-то это нужно сложить. Что происходит со спросом на готовую продукцию? Вот здесь есть два момента. Первый момент – это потребление.
Это то, что попало на прилавки, было куплено и съедено. А второй момент – это то молоко, которое было произведено поставщиками молока, переработано. Так вот, если говорить про потребление, то потребление минус 2-3% год к году, в 2017 году по отношению к 2016. А если говорить про переработку, то весь этот плюс, который был, он был переработан, и это плюс 2-3% к переработке. Категория цельномолочной продукции, то, что с коротким сроком годности, показывает отрицательную динамику. Потребление молочной продукции падает, в то же время переработка ее растет. Во что она растет? Запасы. Мы складываем. Мы сложили сухое молоко, да, мы сложили масло, мы нарастили свои запасы. На сегодняшний момент они перегнали объем запасов 2015 года. И этот фактор не может не оказывать влияния на формирование цены молока. Что подогревает рынок? Объем импорта, об этом сегодня тоже говорили. Даже если объем импорта в 2017 году не увеличился бы, то производство молока растет, а потребление падает, соответственно, это должен потребить, это нужно или съесть, или, опять же, это нужно сложить. Сложили много. Дальше. Очень сильно бы хотелось, чтобы цена молока зависела от рентабельности производства, причем не только от рентабельности производителя молока, но и от рентабельности переработчика. И на данный момент это является сдерживающим фактором, потому что сушильщик молока, который имеет ограничивающий показатель по цене СОМа там, в 110-120 рублей, не может покупать молоко по 25 рублей, потому что себестоимость его получается 170-180. Это ограничивающий фактор. И мы с ним живем, мы с ним сталкиваемся. И последний из объективных факторов, что я так и буду с вытянутой рукой стоять. Последний из, скажем так, объективных факторов, важных факторов, да, их можно еще много перечислять, это внешние факторы. Россия дефицитна в среднем по году, и на сегодняшний момент дефицит составляет порядка 9 тысяч тонн. Если взять в расчет то, что Россия сезонна, летом мы самодостаточны, а вот в соседний квартал, в зимний-осенний, до 20-20,5 тысяч тонн в сутки дефицит молока в среднем по России 20-25 тысяч тонн в сутки. А мы пока по году даем 1700. То есть это как минимум нам еще лет 10-15 такими же темпами надо расти, чтобы себя обеспечить в четвертом квартале или выровнять сезонность. Ну и что, если говорить про внешние факторы, поскольку мы все равно дефицитны и импортно зависимы, то любая засуха в Новой Зеландии, наводнение в Уругвае, потребление резко жировой фракции молока в мире, множество других внешних факторов, они также влияют на ценовой баланс. Ну и нельзя не брать в расчет самый, на мой взгляд, не объективный, но очень важный фактор, кстати, не хочет выходить. Ребят там в будке, давайте, когда у меня не будет получаться, вы сами будете. Видите, я руку подняла. Хорошо. Вот. Самый, наверное, из необъективных важный фактор – это фактор психологии. Это как раз то, чем мы раскачиваем с вами вот эту лодку. Да? На нас и так вот это все влияет. А мы еще как бы вот под влиянием всего этого, под влиянием своего резкого решения, да, мы еще продолжаем раскачивать. Ну и, собственно, все вот это вот приводит к тому, что цена на рынке России ведет себя крайне странным образом. Сейчас посмотрим, каким. Вот взяли аналитику за последние 8 лет и вывели среднюю цену за 8 лет. В среднем эта цена составила 18,80-19 рублей. Да, замечательная ситуация, стабильная, прогнозируемая. Но за эти 8 лет
был общий тренд на повышение, который составил, надо сказать, более 100%. Цена с 12 рублей, да, увеличилась до 24, до 26. Если посмотреть на изменения от года к году, то цена колебалась ступенчато. Причем ступеньки были как вниз, так и вверх. Высота ступенек была от минус 10 до плюс 20%. Хотя в среднем за этот период это 8-10% от года к году. Вот, спасибо. То есть примерно коррелировало с уровнем инфляции. Ну и фактически посмотрите, как вела себя цена на рынке, какая замечательная кривая. Колебание цены внутри года достигало 40%. У отдельных регионов, у отдельных производителей, я думаю, даже некоторые могут узнать себя, цена колебалась до 100%. Внутри года 100%. Какой показатель описывает подобное поведение цены? Да, математический показатель, который отражает вот эту вот динамику за ограниченный промежуток времени, показатель называется волатильность. Вот это то, чем характеризуется максимально, вот показатель, который максимально правильно, емко описывает цену молока на молочном рынке России. А вот эти вот пальцы, это мы с вами в том числе, которые докачиваем ее до максимальных уровней. Скажите, пожалуйста, кому выгодна высокая волатильность цены? Надо выяснить, кому она выгодна. Вопрос в зал. Скажите, пожалуйста, уважаемые производители молока, можете ли вы сказать, какая цена будет у вас в июле месяце этого года? А в июле месяце следующего года? Уважаемые переработчики, скажите, пожалуйста, по какой цене вы будете покупать молоко в октябре этого года? А в октябре следующего? Какую рентабельность вы закладываете в производство молока и готового продукта? Насколько высока будет точность вашего прогнозирования, если мы не можем сказать о том, какая цена будет через 3 месяца, через 6, через год? Высокая волатильность цены ухудшает точность прогнозов, согласны? Если мы не можем прогнозировать, мы вынуждены пересматривать свои финансовые планы. Если мы постоянно пересматриваем свои финансовые планы, это существенно ухудшает инвестиционную привлекательность как производителя, так и переработчика. Ну, соответственно, ухудшает перспективы развития бизнеса. И в итоге, уважаемые коллеги, высокая волатильность, она невыгодна ни нам, ни вам, никому она не выгодна, потому что она не позволяет быть устойчивым в этом бизнесе на долгосрочный период. Да? От того краткосрочного момента, когда можно сорвать вершки, очень много теряешь. Что должна обеспечить цена молока? Какие требования следует предъявить к цене для того, чтобы иметь возможность долгосрочного развития? Рентабельность, стабильность, предсказуемость, качество. И последнее требование к цене, я указала его последним, но, наверное, хотела бы его провести краеугольным камнем через все вот эти. Это долгосрочные взаимоотношения, потому что не имея долгосрочного, надежного партнерства и доверия, вот это очень сложно построить. Вот. И теперь еще раз посмотрите вот на эту кривую. Скажите, пожалуйста, при такой динамике какой из показателей можно обеспечить? На долгосрочный период, да? Может быть, можно обеспечить рентабельность вот там, вот, когда с 14 рублей цена до 20,5 выросла. Да, может быть, на тот момент производитель молока и имел рентабельность. Но посмотрите, следующие 3 года динамика была практически нулевая. Или вот следующий факт, да? Следующий цикл.
Молочный рынок России ничем не отличается от других рынков. Он управляется теми же факторами баланса спроса и предложения. И, к сожалению, мы ходим по циклу. От рынка поставщика к рынку покупателя, от рынка поставщика к рынку покупателя. И вот эти пики, они как раз и показывают смену цикла. Вот за эти 8 лет 2 цикла как минимум мы прошли. Ну, в общем-то, проанализировав все вот это, компания несколько лет назад пришла к выводу, что надо что-то менять. Поменять прежде всего в своей голове, а затем уже это дело внедрить в практику. Повлиять на изменение цены, но с учетом всех объективных факторов, о которых я ранее говорила. И здесь на самом деле есть 2 варианта решения. Они поступательные, и внедряли мы их в компанию тоже поступательно. Потому что если я вам сейчас скажу, что давайте мы с вами завтра заключим долгосрочный контракт на 7 лет и будем использовать CPM-модель, основанную на ваших постоянных затратах, ну, по меньшей мере это будет странно, сложно, непонятно. Поэтому, а вы привыкли работать от протокола к протоколу, да? Соответственно, если идти к этому поступательно, то первое, что можно сделать, это повлиять на изменение цены внутри года. Да, достаточно краткосрочный период, на который можно договориться и зафиксировать базовые цены на ограниченный промежуток времени, квартал, полгода, год, да, в зависимости от психологической зрелости и готовности, с учетом рыночной ситуации, с видением этой ситуации и ее дальнейшего развития, и с учетом возможностей и потребностей и одной, и другой стороны. И второй, скажем так, более продвинутый способ – это повлиять на изменение цены от года к году. Да? Помните, показывала тот ступенчатый график, в котором было видно, что в один год цена увеличилась на 5%, другой на 20%, в третьем она отыграла еще на минус 5%, а в среднем получилось 8-10%. То есть она выдерживает тренд. Вот долгосрочные контракты на несколько лет, да, от 2 до 5, максимум до 7 лет, они выдерживают этот тренд, и они реализовывают вот эту вот ступенчатость изменения цены. Вот второе решение – это установить зависимость базовой цены от одного или более объективных факторов, которые влияют на рынок, и заключить контракт с индексной моделью ценообразования. Если вернуться к первому решению, это внутри года, да, что здесь важно? Важно одинаковое понимание рынка, что на нем происходит, какие тенденции у него. Да? Важно договориться о тех ценах на этот промежуток времени, которые на текущий момент будут и одну сторону, и другую устраивать. Да? Мы же не делаем бюджет каждый месяц. Мы не делаем его даже каждый квартал. Бюджет делается один раз в год, потом делаются только его корректировки в зависимости от форс-мажорных обстоятельств. Поэтому договорились о цене. И самое важное, этот период выдержать вне зависимости от существующих факторов на рынке. Вы знаете, у меня была такая ситуация. Я веду переговоры с поставщиком и предлагаю ему как раз-таки вот этот вариант прописания цены на год. И рассказываю ему наше видение, как я вижу, будет развиваться цена. Небольшое снижение в лето, небольшое повышение в осень. Средняя цена по году чуть выше, чем как бы предполагается при более волатильном рынке. Мне поставщик говорит: ну ладно, мы давай подпишем, но если что не так, если цена вверх сильно пойдет, то мы же пересмотрим. Нет, не пересмотрим. Не пересмотрим, если цена пойдет ниже рынка, мы не пересмотрим со своей стороны. Не пересмотрим, если цена пойдет выше того, что мы прописали. Важный момент – это выдержать договоренности. Второе решение при установлении зависимости базовой цены на более долгосрочный период. Вы видите все сразу. Здесь необходимо соблюсти несколько факторов, несколько условий. Не буду их зачитывать. Основные прочтите, пожалуйста. Да? То есть основная идея в том, что устанавливается зависимость. Далее делается математическая модель расчета базовой цены. Эта модель принимается обеими сторонами.
Договариваемся о базовой цене входа в контракт, который на данный период устраивает обе стороны. И все последующие изменения уже делаются расчетным методом, согласно этой модели. Это существенно облегчает, поверьте, жизнь и одной, и другой стороны. Нет необходимости встречаться каждый месяц, тратить нервы, тратить красноречие. Можно заниматься стратегическим развитием и одного, и другого бизнеса. Что нужно, чтобы система работала? Система должна обеспечить, я прошу обратить внимание вот на эти постулаты, потому что очень часто основная проблема, с чем мы сталкиваемся при реализации модели долгосрочного ценообразования, это недоверие. Это недоверие той стороны, недоверие покупателя, зачем нам это нужно. Так вот, зачем нам это нужно? Нам нужно обеспечить свою рентабельность, и нам нужно обеспечить вашу рентабельность, потому что без вашей рентабельности мы тоже не выживем, это краткосрочный период. Дальше. Система должна быть максимально простой и понятной, потому что до этого много-много лет мы работали по другой системе. Средняя цена не должна значительно отличаться от рыночной для того, чтобы не травмировать, в общем-то, нервную систему одной и другой стороны. Ну и в целом, на самом деле, так и происходит. При грамотно построенной модели она не отличается. Дальше. Важно. Логика формирования цены должна быть справедливой, опять же, с точки зрения обеих сторон. То есть оно должно быть понятно, что в массы несет эту систему переработчик, но она должна быть принята и понятна производителю, чтобы не было ощущений насаждения ему какой-то модели, которая ему непонятна. Если модель непонятна, не начинаем работать по этой системе. Ждем того момента, когда система будет понята и принята. Ну и здесь не менее важный момент – это то, что система должна быть выдержана в течение всего установленного срока. То есть таким образом, вот при реализации данной системы должны сработать два блока. Первый – это системный блок, то есть сама разработка. Модель должна быть правильная, модель должна работать. И второй блок – это психологическая готовность. Это готовность работать по-другому. Какие показатели и индексы можно брать в расчет для того, чтобы завязывать их на долгосрочную модель ценообразования? Вот, наша компания начинала с того, что брала вот первые три индекса, три показателя: уровень инфляции, коэффициент сезонности и стоимость кормосмесей. Я помню, что начинали мы, первый контракт был 4 года назад с компании, приобретшей метелей, на долгосрочный период, получивший займ, и нам просто необходимо было каким-то образом договориться о цене на ближайшие 3 года. Мы брали в расчет 5-компонентную кормосмесь и уровень инфляции. Можно брать коэффициент сезонности, потому что она все равно присутствует. Нету универсальной системы, нету абсолютно правильной системы. Опять же, возьмите производителя СОМ. Да? Ну что он будет делать, если завязать цену молока только на рентабельность производителя молока, да, при существующей вот этой вот волатильности? Необходимо подключать какие-то другие факторы. Ну и эволюционно новые, да, следующий шаг развития долгосрочной модели ценообразования – это себестоимость производства, разработанное Союзом молоко при участии Минсельхоза Российской Федерации и бизнес-сообществ. И это индивидуальная модель себестоимости производства. Это разработка уже компании Danone, CPM-контракт, расшифровывается как Cost Price Model, по-русски говоря, модель, основанная на затратах производства. Это индивидуальная, скажем так, модель себестоимости производства. Ну, это слайд из презентации об индексной системе ценообразования RMCI. Она находится в открытом доступе на сайте Союз Молоко, на Milk News. Презентация очень емкая. Я бы здесь хотела остановиться на важном посыле. Экономический смысл
экономический смысл данной модели ценообразования. Данная модель ценообразования, вдумайтесь, пожалуйста, она отражает ежемесячное изменение себестоимости производства сырого молока под влиянием ключевых статей затрат в структуре себестоимости. И вот эти статьи затрат. Обратите внимание, ни от чего другого она не зависит. Поэтому, когда мы заключаем такой контракт, опять же, тоже был вопрос на живом примере с поставщиком молока. А если масло опять вот так вот взлетит в 3 раза? Здесь нету прямой зависимости от масла. Она будет коррелирована через некоторое время, но если завтра масло опять будет стоить на рынке не 240, а 600 рублей, цена не вырастет. Это надо понимать, но и себестоимость не вырастет. Этот контракт напрямую отражает изменение себестоимости. Ключевые эффекты от применения индекса себестоимости молока очевидны и очень значимые. Помимо того, что индекс себестоимости, работа по этой системе ценообразования снижает волатильность и повышает предсказуемость, важны еще вот нижние 2 фактора. Это повышение эффективности государственной поддержки путем расчета обоснованного, важно, обоснованного необходимого объема инвестиций, а также повышение инвестиционной привлекательности отрасли. На самом деле эти индексные контракты очень любят банки, когда поставщик предоставляет их как гарант своей финансовой состоятельности при получении кредита. Кратко хотела бы остановиться на индивидуальной модели себестоимости. Это разработка нашей компании. Я не скажу, что она на сегодняшний момент используется очень широко, потому что она только-только запущена, она только начинает обкатываться. На сегодняшний момент эта модель индивидуального, скажем так, ценообразования, она работает на нашей ферме в Липецкой области, Вербиловская, и она работает в Тюменской области у группы компаний «Домате». Если интересно, просто сфотографируйте эту формулу, каким образом, второй тоже, каким образом рассчитывается цена молока. Здесь важно отметить, что цена молока зависит от производственных затрат, а также норма прибыли. Вот норма прибыли, она заложена. И поставщик имеет возможность увеличить эту норму прибыли при уменьшении, при оптимизации затрат на производство. Это очень важное преимущество для нас, для покупателя. В чем оно? Помимо того, что снижается волатильность цены, производитель молока заинтересован в том, чтобы увеличивать свое производство и улучшать качество. Таким образом, он увеличивает вот эту норму прибыли. Вот в этом, скажем так, фишка вот этого контракта. На нем можно заработать больше денег, чем изначально предполагается. Ну, наверное, будут интересные цифры о том, какова эволюция была системы ценообразования именно в компании Danone. До чего мы дошли сейчас и что мы имели там несколько лет назад. Ольга, очень большая просьба, там несколько минут буквально. Потому что, мне кажется, ну, заканчивать. Все, надо там, заканчивать? Ну, там 2-3 минутки. Да, ну, то есть уже хорошо. подводить. Спасибо. Вот, серые столбы – это контракты рыночные или спотовые. То есть это те контракты, которые не были ограничены, не были прописаны. Вот смотрите, 2011 год, 2017 год, 2018, и это дальше наши планы до 2020 года. То есть идет постепенное замещение рыночных контрактов на более долгосрочные. Дальше, 2011 год 85%, 2017 год 24%, сейчас уже их 17%, и планы на 2020 год, давайте последние, это не более 10% вот этих вот рыночных контрактов. А все остальные, вся остальная доля распределена на контракты более одного года там, по индексу «Союз молоко», по индексу CPM, годовые контракты, квартальные контракты, но не более 10% вот этих спотовых контрактов. И, как правило, это, наверное, будут трейдерские поставки. Ну, здесь я тогда не буду долго говорить, вот, потому что текста здесь нет. Вот. Собственно, основные трудности, с которыми компания столкнулась при реализации вот этой модели
ценообразования и сталкивается с ними до сих пор, это в первую очередь психология, это привычка работать по-другому, причем с обеих сторон. Это опасение проиграть, это недоверие, это непонимание того, что происходит на рынке, соответственно, непонимание трендов, отсутствие культуры долгосрочных контрактов, ну и недостаточная зрелость рынка. Сейчас пока не листайте, я просто хочу сказать как мы это преодолели-то, тоже важно, переработчики тоже слушают. Но на самом деле не получилось один раз, не получилось с первого подхода, попробуем со второго, не получилось со второго, попробуем с третьего. Некоторые поставщики, вот на сегодняшний момент находятся, которые на системе долгосрочного ценообразования, зрели порядка 2-3 лет. Дозрели, большинство дозрели. Второй момент – это вынужденное, скажем так, принуждение, но в итоге экономически выгодное принуждение для обеих сторон к долгосрочной системе ценообразования. Компания Danone предоставляет займы. При предоставлении займа мы должны быть уверены в том, что этот займ будет закрыт. Производитель молока должен быть уверен в том, что он займ закроет. Ничего другого, кроме как договориться от цены на период закрытия займа, не существует. Поэтому начали с этого, займ закрыли, а желание договариваться о цене осталось. Ну и на сегодняшний момент структура контрактов по регионам России выглядит следующим образом. 3 региона в России на сегодня, компания Danone, скажем так, разделяется на 3 региона. Это регион Запад, регион Запад, регион Восток и регион Волга и Юг. Я представляю регион Волга и Юг. Это информация по количество молока, закупаемого и перерабатываемого на наших площадках, и количество поставщиков. И вот здесь, это распределение портфеля контрактов внутри каждого региона. Куда делось? Вот. Обратите внимание, что наиболее зрелый рынок, там, где наиболее зрелый рынок, там и наиболее просто и лучше внедряется система долгосрочных контрактов. Их больше в регионе Запад. В регионе Волга и Юг очень различный регион с точки зрения зрелости рынка, с точки зрения уровня производства молока. У нас немного таких контрактов, и пока больше контрактов годовых. Как раз-таки они обусловлены были выдачей тех займов, на период которых пришлось фиксировать эти контракты. Контракты на более долгосрочной перспективе внедряются сложно. Это момент, это трудоемкий момент, это долгий, его необходимо просто принять у себя в голове. Давайте выведем результаты и не будем их зачитывать, потому что все цели я говорила в течение своей речи. В общем, основные эффекты, которые получила наша компания от реализации долгосрочных контрактов, они следующие. На 20% по прошлому году ниже амплитуда рынка. То есть если рынок колебался вот так, то наша закупочная цена колебалась на 20% ниже. По этому году пока прогноз на 30%, но есть ощущение, что волатильность будет еще меньше. Важно, что все поставщики, здесь я могу сказать абсолютно однозначно, все поставщики, находящиеся на системе долгосрочного ценообразования, занимаются развитием. Все. Они знают, что будет послезавтра. Очень важно, что точность квартального прогнозирования у нас достигает 90% при использовании этого контракта. Это очень важно для финансовой успешности бизнеса. Точность прогнозирования у поставщика, соответственно, такая же. И эта уверенность в будущем, это высокой степени партнерства и надежность, доверие, в общем-то, на основе которого можно строить дальнейшую стратегию развития и делать как раз все то, о чем говорили в первой части сегодняшнего мероприятия. Ну и на самом деле на этом надо было бы закончить. Но приготовьте, пожалуйста, свои фотоаппараты. Я же сказала, что будет информация о том, что вам с этим делать. Выводите. Выводите, весь слайд выводите. Вот. Это на самом деле по пунктам то, что я предложила бы вам на сегодняшний момент проанализировать, исходя из чего сделать выводы. Вам это интересно или нет? Вам это нужно?
Что вы будете с этим делать? Ну и в завершении, помните, да, ту лодку, в которой мы все сидим, которую мы все качаем? Вот пока мы все с вами не научимся веслами управлять, бесполезно менять покупателя, переработчика, везде все одинаково. Вот здесь надо поменять. Вот когда здесь поменяем, тогда поплывем спокойно. Спасибо большое. Ольга, я хочу вас поблагодарить. Действительно очень интересное и где-то метафоричное, а где-то очень практикоориентированное выступление. Мы действительно сегодня много говорили о том, в первой части, в том числе о том, что, наверное, нужно иногда все-таки договариваться. Мы в Союзе знаем, насколько сложно договариваться производителям и переработчикам, потому что у нас как раз в Союз ходят и производители, и переработчики. И конфликт интересов здесь достаточно однозначен. Мы для себя это просто решили очень просто. Мы понимаем, что если не будет производителей молока, не будет вообще молока. Да? И поэтому, конечно, мы здесь должны исходить из того, что все усилия, которые мы прикладываем, должны быть направлены на формирование правильной сырьевой базы. На формирование сырьевой базы, которая позволила бы устойчиво развиваться переработчикам, а потребителю покупать хороший качественный продукт. И мне кажется, вот идея долгосрочных контрактов, которые вы сейчас реализуете, там, используя в том числе те механизмы, которые разработал Союз молоко, это, конечно, очень правильная практика. И мне очень понравились цифры. Честно говоря, эти цифры для меня были видимы, потому что я их видел первый раз. Да? То есть я с коллегами вашими очень часто разговаривал на тему долгосрочных контрактов, и, в принципе, была достаточно позитивная практика, отзывы были очень хорошие. И я знаю с фермерами, с кем я общаюсь, опять же, которые очень позитивно об этой практике отвечают. Но вот цифры, которые показали, я вижу в первый раз. И вот там и текущие цифры, и ваши планы, например, к 2020 году более 20% перевести на контракты 2-5-летние, мне кажется, это просто потрясающие цифры. С учетом того, что, ну, вы, наверное, там серьезный игрок на рынке, это действительно будет говорить о том, что рынок в целом готовится к тому, что вот эта практика будет все более и более расширяться. И мне кажется, что, конечно, для производителей регионов, которые производят большой объем молока, это прежде всего регионы Поволжья, это во многом выход. Выход, вот, который позволит справиться с высокой волатильностью производства молока, да, высокими ценовыми колебаниями и так далее. Поэтому спасибо за большое выступление. Я думаю, что, коллеги, еще будут вопросы, но так у нас много спикеров, я думаю, что мы неформально пообщаемся после завершения нашей панельной дискуссии. А сейчас я хотел бы предоставить слово Ольге Романовне Васильевой, это представитель компании «Пленор», Ленинградская область. Я думаю, что компания «Пленор» очень многим вам знакома. Это одна из ведущих организаций, которая занимается в том числе вопросами племенного животноводства. Ну а в целом Ленинградская область, наверное, для многих действительно является в каком-то смысле примером, потому что с точки зрения не являясь крупнейшим с точки зрения производства объемов валовых, да, это один из ведущих регионов с точки зрения продуктивности, вернее, ведущий, скажем так, регион с точки зрения продуктивности животных и эффективности племенного животноводства. И вот о практике, как удалось добиться таких результатов в Ленинградской области, что было положено в основу и какие перспективы, я бы как раз хотел бы рассказать Ольгу Романовну. Ольга Романовна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду просить листать слайды, пожалуйста. Спасибо тех, кто остался послушать нашу вторую часть сессии. Сегодня хочу рассказать вам о тех достижениях, которые легли в основу работы Ленинградской области, о том, чем сейчас занимается область, чем мы занимаемся в области. И, собственно, тема моего доклада – это информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности. Опыт нашей области. Итак, что же такое конкурентоспособность? Это комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, которые определяют его успех на рынке. И самыми важными составляющими конкурентоспособности являются качество продукции, услуги и ее цена. И как самый, наверное, яркий пример того, как можно работать с конкурентоспособностью, является Ленинградская область. Поголовье по 2017 году у нас в области не снизилось. В данном случае мы приросли даже на 2%. И валовое производство молока составило 632 тысячи тонн. На следующий слайд, пожалуйста. И на следующем слайде показан следующий слайд. Показан рост продуктивности во всех сельхозорганизациях Ленинградской области. Сейчас он достигла 8389 килограмм. И общий валовый показатель прироста молока также в 2017 году у нас увеличился. Дальше, пожалуйста. Посмотрите, почти так как Ленинградская область по климатическим условиям
в основном развивает именно молочное животноводство. Хозяйства, работающие в области, были организованы еще, большинство хозяйств, еще сразу после революции, то сейчас из 77 племенных хозяйств области 65 молочного направления продуктивности. Это свыше 70% коров от общего поголовья стада. 83% молока производится именно в племенных хозяйствах. Если говорить о распределении продуктивности по хозяйствам, то свыше 8 тысяч килограмм – это 25 сельхозпредприятий, свыше 9 тысяч – 12, свыше 10 – 6 и свыше 11 тысяч – 4 племпредприятия. Сейчас лидер по продуктивности на фуражную корову – это племенной завод Гомонтова. В этом году они надоели 12 883 килограмма молока. Следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, основным ресурсом повышения молочной продуктивности является кормовая база. В области в основном производятся именно кормовые культуры. Все концентрированные корма у нас завозные. И поэтому во главу угла мы ставим концентрацию обмена энергии в килограмме сухого вещества кормов и концентрацию сырого протеина. Весь протеин завозной, поэтому нужно производить свой. И сейчас все ведущие племенные предприятия, которые стараются нарастить молочную продуктивность, ратуют за то, чтобы количество обмена энергии в килограмме корма было не менее 10,5 мегаджоулей. Многие получают уже силоса и сенажи с концентрацией обмена энергии в 11 мегаджоулей в килограмме сухого вещества. Естественно, кормозаготовка происходит у нас, как только начинает отрастать трава. Засухи у нас очень хорошо, что нет, зато очень много воды. Есть вода, есть трава. Да? Но, правда, если нет солнца, то и травы тоже становится мало. Следующий слайд, пожалуйста. По изотологическому благополучию область уже свободна практически от большинства заболеваний, и от лейкоза мы освободились еще в 2010 году. Следующий слайд. Значит, информационная система обмена данных в области организована через региональный информационно-селекционный центр. Он является интегратором всей информации. В центр стекается информация из сельхозпредприятий, там она обрабатывается, и готовые результаты уже распределяются по самим сельхозорганизациям, в племенные предприятия, в организации высшего образования, в научно-исследовательский институт, в органы исполнительной власти, то есть в комитет АПК и агропромышленного рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области и в районные управления. А также информация уходит в молочные, иммуногенетические лаборатории, и уже готовые результаты тестов приходят обратно в региональный центр, а далее отправляются в сельхозпредприятия. Следующий слайд. Информационное обеспечение племенной работы включает в себя, естественно, первичный племенной зоотехнический ветеринарный учет, формирование реестра племенных животных и выдачу племенных документов. Дальше. Бонитировку, свод и ее анализ, отбор и подбор животных, оптимизацию кормления для реализации генетического потенциала. Следующий, пожалуйста. Учет и оценку быков-производителей, оценку экстерьера по типу... Следующий слайд. Оценку по экстерьеру и типу телосложения. Наличие региональной информационной системы племенного животноводства позволяет перейти на новый уровень селекционно-племенной работы. Это определение племенной ценности животных в соответствии с требованиями норм и правил по племенному животноводству, обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности, оценки племенной ценности животных по данным первичного учета, проведение оценки быков-производителей, разработку селекционных программ, ведение племенных книг и реестров по породам, формирование племенных документов, осуществление мониторинга состояния племенного животноводства, продвижение племенного материала, отбор и подбор животных. Дальше, пожалуйста. Компания «Пленор», кроме того, что она является региональным информационно-селекционным центром, является разработчиком отечественного программного обеспечения для ведения управления производством и селекционно-племенной работой. Программа разработана для всех уровней хозяйственной. В хозяйственные входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Распространение программного обеспечения распространено во всех регионах Российской Федерации. И надо отметить, что Удмуртская республика наиболее широко и достаточно давно внедряет информационные технологии. Сейчас уже 178 сельхозпредприятий республики используют систему Селекс для ведения селекционно-племенной работы. Надо отметить, что в условиях... Следующий слайд, пожалуйста. Это внедрение и еще дальше. И еще следующий.
Следует отметить, что ввиду того, что есть большая нехватка в кадрах, сейчас конкурентным преимуществом среди выпускников являются те выпускники сельхозвузов, которые в течение образовательного процесса уже изучили программное обеспечение, и такие выпускники очень востребованы на рынке труда. И 87 уже учебных организаций в Российской Федерации имеют учебные версии наших программ, и в том числе Ижевская аграрная сельхозакадемия. Дальше, пожалуйста. Надо отметить, что сами по себе информационные технологии не составляют плана селекционно-племенной работы и не увеличивают продуктивность и выход телят, не снижают себестоимость продукции, но вооружают управленческий персонал, в первую очередь инструментами, применяя которые повышается качество управленческих решений. И как говорил уже в первой части Александр Владимирович, что хозяйство с одинаковым уровнем продуктивности, даже применяющие одинаковые технологии, доение, кормление, содержание, в зависимости от наличия информации и качества принимаемых решений, имеют различные производственные и экономические результаты. И одна из причин таких результатов – это принятие недостаточно обоснованных управленческих решений. Следующий. Строительный материал… Чуть назад, пожалуйста. Строительный материал для построения племенной работы – это достоверные данные по животным. Организация качественного учета первичных данных, определение способов взаимодействия участников, оптимизация распределения потоков информации – это залог успешной племенной работы. Следующий, пожалуйста. В Ленинградской области уже с 2012 года организована информационно-аналитическая система по животноводству областная, по формированию оперативной отчетности для органов исполнительной власти. То есть информация стекается из сельхозпредприятия в РИС, там обрабатывается и отправляется в районное управление и в комитет по сельскому хозяйству. Эта веб-форма доступна она со всех электронных носителей, которые имеют подключение к интернету. По правам доступа специалисты комитета сельского хозяйства получают свою отчетность. Это и анализ работы по животноводству, и информация по воспроизводству сельскохозяйственных животных, и анализ по закупке, по продаже племенного скота, по выбытию животных. Дальше, пожалуйста. Накопление, что же получает от этого хозяйство, хотела сказать. Накопление ежемесячной актуализации первичной информации из хозяйства позволяет получать разнообразные аналитические материалы, на основании которых хозяйства могут оценить свою работу по тем или иным показателям внутри своего региона. Этим поддерживается соревновательный дух, потому что как только мы отправляем данные материалы по хозяйствам, многие директора отзваниваются, говорят, что они провели собрание, да, спрашивают, что делать с тем или иным показателем, почему они оказались в хвосте, это для тех, кто оказался в хвосте. И всем, конечно, хочется те показатели, по которым они вошли, например, в нижнюю десятку, улучшить. Дальше, пожалуйста. Также реализована система по выдаче племенных документов. С прошлого года это уже веб-сервис по электронному документообороту. Это единый механизм, который проводит с документами, представленными в электронном виде, с момента создания до завершения исполнения. То есть с момента подачи заявки на выдачу племенного документа до, собственно, выдачи. Следующий слайд. Все участники видят, как проходит, какое движение проходит документ, кто с ним сейчас работает, на какой стадии исполнения он находится. Оповещение идет в электронном виде на электронную почту, естественно, доступно с любого устройства с подключением к сети интернет. Использование документооборота значительно снизило финансовые затраты на документооборот и делопроизводство в области выдачи племенных документов. За 2017 год с помощью этого сервиса обработан 301 запрос на выдачу племенных документов. Дальше, пожалуйста. И сформировано 3733 племенных свидетельства. Дальше. Такой же сервис организован для выдачи племенных свидетельств по птице. За 2017 год это 102 племенных свидетельства на племенной молодняк, более 1 600 000 голов. И 10 племенных свидетельств на инкубационное яйцо, это более 700 000 штук яиц. Дальше, пожалуйста. Рост компетенций специалистов в области идет за счет создания единого информационного пространства в отрасли, определения общих и понятных целей, что приводит к успешному реагированию предприятий в целом на изменяющиеся условия рынка. Повышается доверие к предприятиям, к результатам их работы, качественным характеристикам и оценкам продукции, полученным на детализированной достоверной информации. Дальше. И на следующих слайдах я хотела показать, каким спросом пользуется племенной материал, выращенный в Ленинградской области. Например, реализация бычков молочных пород. За 2017 год было продано 54 бычка.
и они распределились по племенным предприятиям Российской Федерации. Следующий слайд. И по информации, которая приходит к нам из регионов, многие из них дали плюс по молочной продуктивности. Как в Белгородской области, в Нижегородской области, в Кировской области, быки, которые работали. Дальше, пожалуйста. Если говорить о продаже маточного поголовья, то из 5000 проданных животных 1000 уехало за пределы Ленинградской области в 19 регионов Российской Федерации. Надо отметить, что стоимость за килограмм живого веса уже не маленькая в Ленинградской области. Животные пользуются спросом, и он достиг уже 380 килограмм за килограмм живого веса. И дальше. С целью популяризации отрасли молочного животноводства для поддержания соревновательного духа организована площадка для обмена опытом специалистов сельскохозяйственных предприятий. Это выставка племенных животных, выставка шоу племенных коров Ленинградской области, на которых хозяйства соревнуются между собой по лучшему экстерьеру молочного скота. Выставка всегда привлекает к себе огромное количество посетителей. Люди приезжают и с детьми, приезжает много специалистов из других регионов. Дальше, пожалуйста. А также в области организованы аукционы по продаже скота, на которых приезжают представители других регионов, осматривают скот и заключают договора на последующую поставку животных. Кроме того, нашей компании на портале Племторг реализована и апробирована электронная система поддержки таких аукционов, офлайн-аукционов крупного рогатого скота. Система консолидирует информацию по всем участникам событий, выставляемых на продажу животным, представляет сравнительные характеристики тех животных, которые выставлены, и, собственно, предприятий, которые выставляют животные, осуществляет информационное сопровождение и обеспечивает весь электронный документооборот, начиная от процесса приобретения животных до выдачи племенных документов. Хочу отметить, что в прошлом году вот на третьем аукционе самая дорогая нетель айрширской породы ушла за 138 тысяч рублей, то есть продавали уже за голову, да, не за живую массу. И нетель галштинская порода ушла за 222 тысячи рублей. Как раз с племенного завода Гомонтова. Дальше, пожалуйста. Для снижения трудозатрат хозяйство использует в работе для того, чтобы уйти от бумажных носителей, ряд разработанных мобильных приложений. Это приложение «Ассистент контрольного доения», который позволяет четко осуществить связь между коровой, пробой и качеством молока из лаборатории. Разработан веб-сервис по обработке лабораторных данных, для того, чтобы хозяйства могли получать информацию по контрольной дойке сразу в систему Селекс, уйдя от введения бумажных носителей. Здесь трудозатраты снижаются до практически 10% из 100%. Следующий слайд. Использует аппаратный модуль взвешивание, которое также позволяет в электронном виде отправлять информацию по взвешиванию животных, потому что это довольно трудоемкий процесс и не всегда бывает время наведения этой информации. А также мобильные приложения, следующий. Мобильные приложения по инвентаризации стада и оценке состояния, физиологического состояния стада. Хочу отметить, что Ленинградская область выбрана как один из пилотных регионов по идентификации племенных животных и по формированию племенной книги. Ну, следующий слайд. И в заключение хотелось бы сказать о том, что финансовую отдачу от внедрения информационных технологий на производстве можно посчитать напрямую. И в первую очередь это снижение трудозатрат за счет автоматической передачи данных. Это однократный ввод информации, формирование генеалогии животных из внешних баз данных по быкам-производителям, в том числе при приобретении импортных животных, из автоматического обмена данных между системой Селекс и программными комплексами, работающих на управлении доением, автоматическое считывание данных с электронных приборов, это весовое оборудование или оборудование по считыванию электронных идентификаторов, собственно, за повышение достоверности, исключение человеческого фактора. Следующий слайд. Если мы говорим о деньгах, то при внедрении информационных технологий на ведение первичного учета в рублях, да, затраты снижаются. Если взять за один человека час как 200 рублей, то с 24 тысяч до 8 тысяч рублей при вводе с клавиатуры. А если мы говорим о закачке информации напрямую с устройств, позволяющих это делать, то до 4000 рублей при обмене данными. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.
Ольга Романовна, спасибо большое. Очень интересное выступление. Мне очень понравилось тем, чем вы закончили, когда вы говорили о том, что затраты серьезно сокращаются. Но мне кажется, что еще очень важным фактором является то, что бог с ним, затраты сокращаются. Очень важно, что информация появляется. И вообще, мне кажется, вот в вашем выступлении самое ключевое было то, что действительно для того, чтобы успешно развивать, в том числе молочное скотоводство, необходимо владеть информацией, необходимо четко понимать, что происходит с нашим поголовьем, какое у нас поголовье, там, что происходит с ветеринарными вопросами и так далее, так далее, так далее. И в этом смысле, конечно, нужны информационные системы, которые позволяют в режиме фактически реального времени получать эту информацию. Невозможно жить без идентификации. Все-таки в 21 веке, если мы не знаем, сколько у нас в стране коров или в республике коров, да, это, ну, как минимум, на самом деле, это странно. Ну, может быть, к Ленинградской области это чуть меньше относится, но мы действительно знаем, что есть огромное количество регионов, где мы, по сути, не знаем, сколько у нас коров на самом деле, да. Поэтому, конечно, это такая серьезная база, которая действительно позволяет успешно развивать молочное скотоводство. И вот пример Ленинградской области, мне кажется, очень показательный. Есть информация, есть понимание, куда как двигаться, и, собственно говоря, есть вот тот результат, как раз о котором вот вы вначале говорили, да, серьезные приросты. Да, и во главу угла сейчас ставится именно доверие к информации, к тому, чтобы она была правдивой, и покупатель знал, что он покупает и что он будет иметь в итоге у себя в хозяйстве. Конечно, и в этом смысле, конечно, большую роль приобретает либо система независимой оценки, либо система прямой поступления информации, да, через считывающее устройство, когда не проходит никаких там субъективных моментов, да, связанных с получаемой информацией. Не появляется никаких субъективных моментов, связанных с получаемой информацией. Коллеги, я сейчас хочу предоставить слово для выступления Дмитрию Александровичу Демченко. Это генеральный директор компании Cogent Rus. Он расскажет о мировой опыте геномной селекции для повышения племенной ценности и продуктивности животных. Дмитрий Александрович, пожалуйста, вам слово. Слышно меня, да? День добрый, зовут меня Дмитрий Демченко. Спасибо огромное устроителям, которые дали возможность выступить на этом форуме. Удмуртия на самом деле является ключевым регионом среди производителей молока. И, как вот предыдущие спикеры говорили, немаловажно понимать, что и с кем, с какими животными будем работать в будущем. Для этого как раз мировой опыт накопил уже новые технологии, о которых хотел бы вам сегодня рассказать, и они уже используются в России. Следующий слайд, пожалуйста. Немножко о компании. Компания официальный представитель Cogent Breeding Великобритания, генетический холдинг, которым владеет на 75% американская компания Sexton Technologies, всем известная, кто работал с сексированным семенем, вот, прикоснулись к технологии, которой владеет эта компания. Расположены мы в Белгороде, пользуемся генетикой как европейских, так и американских производителей. Компания была создана в конце 2015 года для того, чтобы поддержать молочный мясной бизнес в России на именно долгосрочной основе. То есть мы не являемся в общем понимании продавцами семени, да, к которым относятся. К продавцам у нас давно уже плохо относятся. И как раньше было, можно было купить любой автомобиль на рынке, да, но потом долго искать место, где его можно будет отремонтировать и обслуживать. Поэтому у нас это единый пакет. Мы предлагаем генетику и воспроизводство в одном пакете. На сегодняшний день у нас более 40 постоянных клиентов. Среди них есть как клиенты, которые пользуются исключительно продукцией двух компаний Sexton Technologies и Cogent Breeding. А также есть ряд клиентов, которые используют полный пакет, комплекс наших услуг, который включает в себя как генетику, так и воспроизводство. То есть это тот формат отношений, где мы получаем деньги за стельность. За стельность, причем стельность понятно от кого и понятно, кого ждать от этой стельности. То есть это компании, которые понимают, что для того, чтобы получить хорошие животные с высоким генетическим потенциалом в будущем, необходимо об этом задумываться уже сейчас. Но, как я уже сказал, мировые технологии не стоят на месте, и есть
ряд моментов, которые позволяют ускорить генетический процесс и скорость получения нужного поколения животных у вас на ферме, увеличив скорость в 3-4 раза. Следующий слайд, будьте добры. Хотел бы немножко вводных данных дать, с чем мы обычно работаем, то есть генетический прогноз, генетическая оценка. Мы что отслеживаем? Отслеживаем именно признаки, которые передают мама и папа своим детям. Все это, в общем, всеми признано, широко используется, известная технология, в селекции используется повсеместно. Но для того, чтобы с высокой достоверностью понимать, какие характеристики переймет от своих родителей поколение, необходимо иметь большое количество потомков. Это занимает, как правило, 3-4 года для того, чтобы добиться высокой достоверности передаваемых признаков. И есть один минус в этой технологии, что если два быка будут принадлежать разным линиям, то сравнить передаваемые характеристики между ними и между их потомками не представляется возможным. То есть разделяются две ветки, ветка одна пошла в одну сторону, вторая в другую. Сравнить потом их очень тяжело. Что дает геномная оценка? Геномной оценке на самом деле все равно, как выглядит бык, как выглядит корова. Возможно, она травмирована чем-то, может больная, больная, я имею в виду хромая корова, но генетический потенциал у нее высокий. И есть все возможности, зная и расшифровывая ее ДНК, получить потомство, переняв лучшие характеристики как от мамы, так и от папы. Потому что каждое животное имеет заложенную информацию в ДНК, то есть мы копнули. Технологии уже дошли до расшифровки более 54 тысяч коротеньких этих кусочков ДНК, каждый из которых отвечает за тот или иной признак. И они отслеживаются, этот каждый кусочек, изменения в каждом кусочке ДНК отслеживаются и сравниваются с теми же кусками матери и отца. И уже с высокой долей вероятности, то есть более 70%, можно констатировать, что потомство от этой мамы и от этого папы переймет те или иные признаки как в линейных характеристиках, так и в производственных характеристиках. Таким образом, геномная оценка является следствием исследований генов, не оценки линейных характеристик быка, не на основании его потомства, а это четкое прогнозирование потомства еще до того, как это потомство появилось. Следующий слайд, будьте добры. Наверное, перед этим забыли перелистнуть слайд, я забыл. Что касается геномной оценки. А что дает на сегодняшний день базовая геномная оценка? То есть она дает возможность составить некий геномный паспорт животного, где мы можем четко отследить, является ли это животное переносчиком летальных моногенных заболеваний, либо рецессивных генов. Все знают, что в развитии самой популярной в мире породы галштинской существуют летальные гаплотипы и рецессивные гены, которые приводят как к ранней смерти телят, так и к бесплодию, к какой-то эмбриональной смертности ранней. При генотипировании, при ДНК-анализе можно с очень высокой вероятностью найти эти кусочки, как я уже сказал, ДНК, и не использовать в будущем данное животное в племенной работе. Также можно четко сказать, спрогнозировать о племенной ценности животного. Базовые показатели – это удой, жир и белок в процентах, в килограммах. И, что немаловажно, можно четко сказать о родителях этого животного. Потому что, не секрет, для того, чтобы увеличить шансы продажи того или иного племенного животного, и за границей в том числе, сертификаты племенные там рисуют то, что покупатель хочет увидеть, а не правду. Так вот, по ДНК-маркерам со 100% вероятностью можно определить, кто был
мамой и кто был папой продаваемого животного. Следующий слайд, будьте добры. Теперь сравним, да, эти две технологии, которыми мы пользовались ранее, которые сейчас заходят уже на наш рынок. То есть, если мы оцениваем по потомству, процесс этот происходит медленно. То есть быку уже 4-5 лет, когда он получает первую оценку по потомству, становится проверенным быком. Плюс ко всему расходы на содержание этого быка, здесь даны данные в Соединенных Штатах, да, вот во сколько он обходится. И что самое грустное, что всего лишь 10% быков идут в производство семени. По тем или иным признакам. Либо это какие-то отклонения в семени, может морфологические какие-то отклонения, возможно неподтверждение передаваемых признаков. То есть, как у нас говорят, да, на детях гениев природа отдыхает, бывает и такое. И высокие очень вложения в производство каждого быка. Что дает нам геномная оценка? Геномная оценка возможна еще до рождения быка, в принципе, то есть исследуя околоэмбриональную жидкость, можно четко определить, что нам этот эмбрион, то есть что из этого эмбриона получится. То есть экономия времени получается 4 года. В 10-15 раз это также дешевле. И по жесткой статистике, которая ведется, каждый второй бык подтверждает свои качества уже на потомстве. То есть, когда мы уже складываем генетическую оценку и геномную оценку, получается, что каждый второй бык, хорошо зарекомендовавший себя на геномной оценке, показавший, то он подтверждает свои качества по потомству, при подтверждении по потомству. Следующий слайд, будьте добры. Вот сегодня мировой срез, да, продажи семени, продажи генетического материала на всем рынке, на мировом. То есть если семя быков от общего объема продаж, семя быков, проверенных по потомству, составляет всего лишь 10%, 90% это продажи семени быков с геномной оценкой. Следующий слайд, будьте добры. Вот наглядный пример вариативности генетики. Мама-папа, с невысоким сводным индексом, то есть в американской системе TPI, ожидалось, что у них в среднем у них получается где-то 2387 TPI должен быть, да, путем сложения формул, использующихся в генетике, но при анализе ДНК получившиеся эмбрионы вы расшифровали и увидели, что корова, то есть эмбрион женского пола, который получается, он перенял 80% лучших качеств мамы и папы. То есть и получилась корова, да, у которой TPI, то есть сводный индекс племенной ценности 2752, что превосходит как мамин, так и папин индекс. Следующий слайд, будьте добры. Ну, теперь вот самый важный способ, как мы можем улучшить генетику. Каким способом? Один бык, да, он производит семени в год столько, что может обеспечить 100 тысяч стильностей в год. Более 100 тысяч. А вот корова, к сожалению, может дать только одну стильность в год. Как ни странно. Вот семя является как раз самым быстрым и самым мощным средством передачи генетики. Если мы посчитаем заложенные в бюджет расходы фермы годовые, то расходы на семя составят 0,5%. Но на 100% генетика влияет на результат фермы, особенно на будущий результат, который вы получите через 2-3 года. Следующий слайд, будьте добры. Теперь немножко хотел бы рассказать о новых технологиях. Они не столько, наверное, касаются ДНК, но принимают участие в скорости передачи. Мы вот как раз сегодня говорили в первой части о том, что основная задача это не снижать поголовье. И когда речь идет о получении
80 телят на 100 голов коров, у меня всегда задается вопрос, а 80 телят какого пола, 80% телят какого пола? Мировая статистика и цифры такая вещь очень жесткая, и они говорят нам одно, что из 100 голов телят, из 100 телят 51 это бычок рождается, 49 это телочка. Так вот, для того, чтобы максимально быстро восполнить и создать, скажем так, резерв племенной, и иметь возможность четко замещать больных старых животных, либо низкоудойных, новым молодым поколением, весь мир уже давно пользуется сексированным семенем очень эффективно. Если вот сравнить технологию, да, которая была, вот началось деление семени в 90-м году, как я уже сказал, технология принадлежала и принадлежит компании Sexcent Technologies. Как раз совместно с британским холдингом Cogent Breeding они разработали и запатентовали эту систему. Если в 95-м году, то есть деление было 400 клеток в секунду, то на сегодняшний день это 20 тысяч клеток в секунду. А частота деления выросла с 83 до 97%. Фертильность семени по сравнению с обычным семенем, я имею в виду неделенным семенем, составила 102%. То есть осеменяемость коров и телок этим семенем на сегодняшний день выше, чем у обычного семени. Ну и производство семени. Тут речь идет о скорости. Если раньше, произведя 1000 доз, упаковывая 1000 доз обычного семени, за это же время можно было получить только 10 доз сексированного, то на сегодняшний день скорость производства сексированного семени в 1,5 раза превосходит скорость получения обычного семени, не деленного по полу. Следующий слайд, будьте добры. А вот как раз последний аппарат по делению семени, последней генерации, это Genesis 3. В прошлом году его выпустили. Ну и мировые холдинги, такие крупные компании, как Alta Genetics, Worldwide Sires, естественно, они сразу купили эти аппараты, но компания Sexcent Technologies очень консервативна в этом вопросе и не позволяет чужим работникам работать на этих аппаратах. То есть компании получают сексированное семя, платят роялти, да, собственнику этой технологии, и уже после этого продают семя на рынок. Новый продукт семя, деленного по полу, назвали Sexcent Ultra 4M. Основные характеристики его и чем он отличается от предыдущего, тоже немножко сейчас расскажу. Следующий слайд, будьте добры. Что получили? То есть новая процедура деления снова на новом оборудовании. Изменили систему поддержания оптимальной температуры. То есть это был изменен ряд технологических процессов, который позволил в корне, то есть на 15-20% увеличить фертильность семени. Ну и по сравнению появился в прошлом году один конкурент у компании Sexcent Technologies. Их монополия на технологию была оспорена в суде. Компания EBS придумала свою технологию, где не разделяются, да, грубо говоря, на две пробирки семя мужское и на семя с женской хромосомой, а семя с ненужной хромосомой убивается, и все это идет в одну и ту же соломинку. То есть по технологии компании Sexcent Technologies, продукт Sexcent Ultra 4M, там идет четкое отделение мертвых сперматозоидов, также имеющих какие-то искривления, морфологические изменения. И увеличили количество спермий в дозе. То есть их теперь не 2 миллиона, как было в сексированном семени прошлого поколения, то есть увеличили кратность, то есть в 2 раза, 4 миллиона спермиев. Если в обычной дозе это порядка 20 миллионов, из них живых остается где-то 8-12 миллионов в дозе после оттаивания, то Sexcent Ultra 4 миллиона сексированного семени достаточно для того, чтобы получить фертильность семени выше, чем обычное семя. Следующий слайд, будьте добры. Как я уже говорил, что да, сравнима оплодотворяющая способность семени, но выход телок от 89 до 92% от этого семени, что дает возможность увеличить производство телок, получение телок просто в 2 раза.
И у каждой фермы будет достаточно. То есть мне всегда интересно наблюдать за компаниями, за фермами, за холдингами, которые начинают чувствовать вкус от продажи племенных животных. То есть если раньше они их откуда-то закупали извне, а тут у них появляется новая статья доходов, то есть продажа племенных животных, что очень интересно. Следующий слайд, будьте добры. В целом, да, то есть подытожив вкратце, что дает сексированное семя и геномика, то есть в плюсе на промышленной ферме. В первую очередь, выявить скрытый генетический потенциал у коров. Потому что вроде мы смотрим на коров, да, они вроде как, даже если стадо примерно одного размера, примерно все одной упитанности, но что они дадут следующему поколению, мы не знаем, пока не проведем ДНК-анализ. Как я уже сказал, увеличить количество животных для собственного отбора, да, для замещения, для выбраковки более старых животных на более молодое поколение с более высоким генетическим потенциалом. Опять же, что касается генетического и селекционного развития каждого стада, позволяет дать высокую точность. Да, если есть у вас признаки, которые вы хотите развивать на следующем поколении, как, например, я знаю, сейчас вот с проблемой начали сталкиваться, что короткие соски. Все быки передают, вот 80% популярных быков во всем мире, они передают такой, вроде как малонаследуемый признак, но очень нежелательный. Они укорачивают длину сосков. И в этом есть проблема. Если уже даже на инбридинг не столько смотрят. Потому что именно производственные показатели коров, то есть животных, с которыми мы работаем, они ухудшаются за счет этого. Так вот, зная, что передает мама и папа, на основе ДНК-анализа можно четко спрогнозировать свое потомство, уйдя от нежелательных и получая необходимые признаки, которые вы хотите видеть на следующем поколении. Ну и скорость получения следующего поколения с необходимыми вам признаками. Следующий слайд, будьте добры. Вот немножко расскажу, да, про алгоритм, которым мы работаем с молочными фермами, с комплексами. Изначально мы, да, пользуясь тем же самым Селексом, да, базами данными Селекс, мы отслеживаем, проверяем всю информацию, сравниваем ее с, если это завозные животные, то с племенными сертификатами. Классифицируем животных, выдаем по каждый генетический профиль, то есть проводим оценку животных по ДНК. Моя коллега Роми, она немножко более подробно расскажет, потому что это их, скажем так, удел, то есть их часть работы. После этого происходит визуальная оценка поголовья. Идет четкий отбор и разделение животных на несколько групп, то есть животные с высоким генетическим потенциалом, скажем так, золотая середина, и животные, ну как мы их называем, генетический мусор, которые в будущем должны пойти на выбраковку, либо будут покрыты семенем мясных быков, для того, чтобы их более эффективно вывести из стада. Производится подбор быков на основании требуемых характеристик от собственников фермы и на основании компьютерного моделирования, где мы можем уже, скажем так, это как генетический конструктор, где уже мы можем с вероятностью 74% спрогнозировать те или иные признаки на следующем потомстве. Ну и дальше вступает наша команда по воспроизводству, где они занимаются выявлением в охоте, осеменяют и диагностируют стельность. Начиная, там 3 раза она проводится, первый раз на 40-й и 43-й день, второй на 70-го по 77-й и третий раз уже на 120-й день. И, как я уже сказал, мы получаем деньги за стельности компании. Подтверждением стельности является сердцебиение эмбриона, которое фиксируется коротким видео при каждой ректальной диагностике. И немножко, скажем так, результатов, да, первого нашего пилотного проекта. Следующий слайд, будьте добры. Вводные данные. Да, это вот сегодня, кстати, упоминалось об этой ферме. Это ферма группы компании Домате. Находится в Тюмени, нет, даже не в Тюмени, в Тюменской области. Это 250 километров от Тюмени.
как у меня один специалист говорит, in the middle of nowhere, то есть посередине нигде. 4800 дойных голов, чисто галштины, собрано с 600 ферм Европы. На сегодняшний день на постоянной основе на ферме работают один управляющий по воспроизводству, 2 семенатора, 1 ветврач. То есть это работники нашей компании. Зона профессиональной ответственности, да, это полностью вот что касается генетики и воспроизводства. Проект стартовал 1 января 2017 года. По условиям, как я уже сказал, персонал это наш, то есть да, принадлежит нашей компании. Полное отсутствие гормональной синхронизации половой охоты. То есть никакой синхронизации, программы вот эти, которые повсеместно используются. Ну, я считаю их немножко от лукавого, да, считаю их немножко это, ну, ленивым. Для ленивых это хорошо. Для тех, кто хочет получить быстрый и качественный результат, ну, я понимаю, что есть проблема в специалистах, на самом деле. Даже специалисты, которые просто выявляли животных в охоте. Но, тем не менее, условия были такими. Генетику мы использовали британскую на тот момент, Cogent Breeding. При осеменении телок первых 3 осеменения производилось сексированным семенем. Но до 3-го, честно скажу, мало доходило. Оплата, как я уже сказал, да, по результатам ультразвукового исследования на 70-й и 77-й день. По результатам закрепили, индивидуальное закрепление провели, визуальную оценку приезжал специалист из Великобритании, также провел. Что мы получили? Осеменяемость на телках 50%, да, это сексированное семя. Из них мы получили 90%, чуть больше 90% телят женского пола, то есть телочек. На коровах осеменяемость составила примерно такую же цифру, 50%. Выявление в охоте 85%. То есть средний прегрейд, да, это индекс стельности стада. Если кто знаком с американскими, да, вот с этими индексами, тот поймет. 32. Индекс очень высокий. Если в среднем обычная средняя ферма в США имеет в среднем 20-22%, то в Тюмени получили 32%, где реально экстремальный перепад температур добились успеха. На сегодняшний день, вот на 1 января, получили в общей сложности около 4000 стельностей подтвержденных. И из них, то есть 2870 голов это телки, потому что очень много телок предслучного возраста было завезено. То есть они были завезены не телями все животные, а именно часть из них, большая часть, завозились телками. И где-то на 13-14 месяц они выявлялись в охоте и осеменялись. И на сегодняшний день, если в целом брать, 80% животных стельных на ферме, они стельные телками. Следующий слайд, будьте добры. Ну, как бы вот, собственно, все, о чем хотел бы рассказать. Дмитрий Александрович, спасибо тебе большое. Очень интересное действительно выступление. Мне кажется, что помимо того, что действительно мы говорим о новой системе оценки, да, геномной оценки, да, немножко другой подход к, скажем так, к работе с животными. Это действительно дает очень хороший, действительно экономический результат, и есть потенциал рассмотреть данного вопроса в контексте работы от результата. Да? Мне кажется, это достаточно интересная вещь, когда компания берет на себя не просто какие-то обязательства по продаже чего-либо, да, но отвечает за результат, за стельность. Мне кажется, это очень интересная практика, и, конечно, распространение такой практики может быть потенциально интересно. В продолжение выступления Дмитрия я бы хотел сейчас предоставить слово Роме О'Доннелл. Это наши гости из Ирландии. Почему в продолжение? Потому что действительно то, о чем говорил Дмитрий во многом в теории в России, геномная оценка, ирландские коллеги реализуют на практике на протяжении последних, наверное, 15-20 лет. И по сути, если кто-то знаком с тем, что происходило с молочным скотоводством в Ирландии, какие успехи были у этой отрасли в Ирландии за последние 20 лет, ну, наверное, знают, что во многом это было в том числе объяснено принципиально новым подходом к работе с поголовьем. И в том числе внедрение системы геномной оценки. Поэтому, Роме, пожалуйста, вам слово. Мне очень приятно, что вы сегодня к нам присоединились. Я в свою очередь, да, помогу с переводом.
Сразу извиняюсь, если буду не совсем точен дословно. Let's go, Romy. Okay, thank you very much for inviting me and having me here today. I'm going to talk today about the Irish experience of using genomics in dairy and beef cattle, mostly dairy. Большое спасибо за то, что пригласили меня на это событие. Я сегодня немножко расскажу про компанию Weatherbase Scientific и в основном про то, что мы делаем для молочной индустрии. Следующий слайд. So just to take you through the slides, I'm going to give you an introduction to the Irish agricultural industry, what genomics is, the Irish Central Database, dairy genomics in Ireland, a little bit about beef genomics in Ireland, and then I'll introduce you to Weatherbase Scientific. Назад, пожалуйста. Ну, в плане построения всей презентации я бы хотел рассказать вот именно немножко краткий обзор об индустрии в Ирландии, именно о сельском хозяйстве. Что такое геномика, то есть что такое геномная оценка. Ирландская центральная база данных, как развивается молочная геномная оценка в Ирландии, и немного о мясной геномной оценке, программе геномной оценки в мясной индустрии. И в конце рассказать именно о лаборатории Weatherbase Scientific, что это и чем они занимаются. Okay, so the Irish agricultural industry is 7% of gross domestic profit. Accounts for 8.6% of employment in Ireland. Можно я сразу? I will by step. ВВП сельского хозяйства в общем составляет 7% от общего валового, 7% от валового дохода, от ВВП страны. 8,6% населения работают в сельском хозяйстве. Okay, you've done it. Okay. Экспорт составляет 80%. Okay. Producing from the third line. You're on, producing. Okay. Ireland produces enough food for 35 million people, but we've only a population of 4.5 million, so we're close to producing 8 times the amount of food over the population of our country. The secret of our success, I suppose, in Ireland is we are a very collaborative industry. We have the Department of Agriculture, the Irish Cattle Breeding Federation, and Teagasc, which is our research body, plus some other stakeholders, all working together. We're world leading in genomics. We're the second country after the US to implement dairy genomics, and we currently have a very large beef genomics project going on as well in Ireland at the moment. То есть на сегодняшний день продукции сельского хозяйства в Ирландии достаточно для того, чтобы накормить 35 миллионов человек. Хотя население в Ирландии составляет всего 4,5 миллиона. То есть это в среднем где-то в 8 раз больше, чем сама Ирландия может потребить. Это очень, скажем так, индустрия, само сельское хозяйство очень тесное направление, где работают бок о бок очень много организаций, объединяющих в себе, то есть отраслевые союзы. То есть как союз производителей молока, говядины, чая и остальные. Что касается лидирующих позиций в мире, то есть Ирландия занимает второе место после США по развитию геномной оценки в молочных стадах. И что касается геномной оценки мясного направления, то это самый крупный глобальный проект в мире, который на сегодняшний день существует. То есть практически все поголовье мясного скота прошло через геномную оценку. Okay.
So in 2017, we exported the value of 12.6 billion Irish food and drink exports, and of that, worked too well that time. Of that, 4 billion, or a third of the exports, was dairy related, dairy products, and about just under 4 billion was beef and livestock. За 2017 год было экспортировано еды и напитков на 12,5 миллиардов евро. То есть, что дало рост примерно 13% по сравнению к предыдущему году и 60% роста по сравнению с 2010 годом. Молочных продуктов и компонентов было продано на 4 миллиарда евро, что составляет 19% прироста к предыдущему году. Так же, как мясо и животных было продано на почти 4 миллиарда евро, что также является увеличением по сравнению к предыдущему году на 8%. Okay, in 2017 there was a very high demand for butter and powders, so that's the main dairy exporting products in Ireland, and it's looking the same for 2018 for EU and international exports. То есть высокий уровень условий для распространения, то есть для продажи в молочном секторе в 2017 году поставила производителей в новые рамки перенаправить, скажем так, свои усилия на производство масла и сухого молока, что является очень хорошим ростом и ключевым моментом в Евросоюзе и на международных рынках. So just a little bit about what genomics is. Genomics is the study of an animal's DNA or its genotype. So we're looking at the building blocks of the DNA in the genotype. То есть, геномика изучает именно строение ДНК, не строение, а ДНК животных или генотипирование. То есть, строение, видели строение ДНК. То есть именно изменение вот этих парных базовых цепочек занимается геномика. So DNA is transmitted in blocks, and it's inherited from the parents. So from the genotype we can study parentage confirmation, we can confirm parentage, we can look at the traits, the production traits, carcasses, and from the genomics, when it's compared to samples of proven animals, we now have over 100,000 proven animals on our database. From this then you can look at the genotype of your new animal against that proven database, and you can then select superior animals from their performance data, and farmers can make decisions at selecting replacements at a very early stage. ДНК передается блоками, частями. То есть геномика идентифицирует вот эти блоки, которые передаются через цепочку ДНК от родителей к их следующему поколению. Генотипирование изучает, то есть что дает подтверждение родительства, то есть четкое происхождение можем отследить, основные показатели, то есть такие как удой, вес туши и другие. Именно вот эти моменты, геномные сэмплы, образцы, они сравниваются с геномными образцами от проверенных животных. То есть в датабазе, в базе в основной содержится более 100 тысяч таких образцов от проверенных животных.
И на основании этого уже делается заключение о передаваемости признаков. Лучшие животные идентифицируются до даты их представления и их записи. То есть лучших животных можно раньше распознать. Таким образом, фермеры могут делать очень быстрые решения для выбора следующих быков, в выборе следующего поколения для собственной выбраковки, для замещения ненужных животных. So, with genomics plus the phenotypic data or the physical data already collected, you get a much more reliable prediction of what your replacements can be. We collect DNA from tissue, hair, semen or blood. То есть вкупе геномная оценка с визуальной оценкой дают наиболее достоверные индексы. ДНК для расшифровки может быть собрана как с выщипа, так и с семени, из крови. То есть семя, но имеется в виду волосы с фолликулом, содержащие фолликул, для того, чтобы можно было экстрактировать ДНК. Okay, so why would you invest in genetic improvement? So the benefits of genetics are that you get better animals, you increase your profit margins, you select animals with better genes for economic importance, you're continuously improving your herds, and it also helps with food security. It's been shown in Ireland, so the results are showing that you can get €100+ per cow on lactations. You've got much more reliable replacement indexes. Animals can be more carbon efficient. You're producing, a reliable product, and you're gaining about 3 years in generations by using genomics. Но почему необходимо обращать внимание на генетическое развитие? То есть плюсы, которые получаются от генетического развития, это, во-первых, выращивать наиболее лучших животных с племенной точки зрения, увеличивать прибыльность, выбирать животных с лучшими генами, которые влияют на экономику, улучшать достоверность, продолжать улучшать с каждым поколением и развивать пищевую безопасность. То есть, что дает результаты использования геномики, то есть это в среднем, в Ирландии, я так понимаю, это в среднем где-то плюс 100 евро на голову в год, не в год, за лактацию. Увеличить количество животных для выбраковки, наиболее эффективно использовать кормление, снизить изменчивость в продукции, то есть сделать стадо более однородным, и ускорить возможности, то есть ускорение возможностей на следующем поколении, которое получится через 3 года. Okay, so by implementing a genotyping program, you can use it for dairy genomics, beef genomics, parentage verification, pedigree. Именно схемы генотипирования. То есть это молочное генотипирование, генотипирование по программе мясного скота и подтверждение родословных, то есть на основании которой создаются именно педигри, то есть родословные. So genotyping applications, you can
Okay, so for genotyping applications, you can look at traits of economic interest, so things like myostatin, A2, meat quality. You can check out diseases for CVM curly calf. You can look at traceability, so you can check the animals from farm to fork. You can look at food security. You can check for stolen animals, and you can also do checks on products like meat for breed composition. So you can get a quality control mark there for, making sure it's Angus or Hereford or whatever what's going into the food chain. Но генотипирование используется в части экономических интересов, такие как получение животных, отбор животных, которые производят больше миостатина, да, либо протеина А2, либо полностью камолы, качество, также на качество мяса, то есть какие-то отдельные признаки. А также генотипирование позволяет определить летальные заболевания, передающиеся от родителей к потомству. Также четко позволяет определить весь путь продукта от фермы до конечного потребителя, также пищевую безопасность. И позволяет именно племенным союзам, да, создавать как свои, подтверждать, да, происхождение тех или иных животных, именно, то есть как оригинальность происхождения. How long have we got? 10 minutes. Okay, we need to speed this up. A little bit about the Irish Cattle Breeding Federation. This is key to the success in Ireland. The Irish Cattle Breeding Federation was set up in 1998, but its goal is to work with farmers to improve genetic gain in the industry. What's really central to the ICBF is the database that was set up in 2002. То есть, если вкратце говорить об истории создания центральной базы в Ирландии, то есть с чего они начали? В 1998 году организовалась Ирландская ассоциация племенного крупного рогатого скота, которые первым делом начали собирать информацию и четко ее, то есть хранить и четко ее проверять и отслеживать, всю информацию о всем скоте, который содержался на территории всей страны. Причем это касалось как молочных, так и мясных направлений. Основными целями для фермеров в Ирландии это была цель улучшить генетику, то есть быстрое ускорение генетики. То есть в кооперации с 30 организациями, племенными организациями и 2 организациями, объединяющих фермы, то есть которые вели записи в племенных книгах по осеменению, делали именно контрольные дойки. То есть все это велось, все этим занялась вот как раз Ирландская ассоциация племенного крупного рогатого скота. И в 2002 году эта база была создана и является на сегодняшний день, скажем так, столпом, да, вокруг которого крутится как раз все развитие крупного рогатого скота в индустрии, то есть в Ирландии в принципе. Okay, the database collects animal events, milk recording, events from all different stakeholders in the industry, laboratories, the Department of Agriculture, carcass weights coming in from the marts, all kinds of information from farmers as well. So it's a central repository for data. Ну, вкратце, то есть это система, которая базируется на серверах компании, куда каждый из пользователей может вносить данные изменения, и отслеживают они компании, занимающиеся искусственным осеменением, генетикой, оценкой, производители молока, которые также туда вносят свои записи по контрольным дойкам. Также в этой системе находятся все племенные сертификаты, отслеживаются все родословные линии.
и регистрация и передвижение всех животных, которые есть на территории страны. После этого эта информация полностью доступна всем фермерам, которые входят в эту ассоциацию. То есть и меньше бумаги, больше денег. Okay, so currently there's now 30 million animal records in the database, 30 million animal records in the database. 100,000 farmers are now serviced from this database. То есть на сегодняшний день в этой базе находится 30 миллионов животных с записями, то есть количество записей о каждом, ну не о каждом, а в общей сложности больше 100 миллионов. То есть и 100 тысяч фермеров пользуются этой базой. So the ICBF create a couple of performance measures for helping the farmers make decisions. Within dairy, we have the EBI, or the Economic Breeding Index, and we also have a new performance measure which was released in 2017 called Cow's Own Worth. Just a little bit about beef. Beef also has its own performance measure called Eurostars. Ну, ICBF, вот это как раз корпорация представила, то есть измеримые индексы внутренние. А в молочном животноводстве это экономический индекс племенной ценности, да, был представлен в 2001 году. И COO Cows on Worth индекс был представлен в октябре 2017 года. Также и существует индекс мясного скота Eurostars, который был представлен в 2007 году, и он обозначается звездами от 1 до 5. So the EBI is a measure that helps farmers identify bulls or cows for breeding dairy replacements. The values are based on data that's collected from dairy farms and dairy industry. ABI, то есть индекс вот как раз племенной ценности, он однозначная фигура, которая обозначает именно индекс прибыльности, помогающий фермерам идентифицировать наиболее прибыльных коров и быков для дальнейшего производства молока и для замещения. То есть экономическая ценность индекса базируется на данных, собираемых взятых из ирландской, на ирландских молочных фермах в целом по молочной индустрии, то есть которые собираются данные. Okay, so the EBI, this graph shows how the EBI has improved the genetics in Ireland over the last 10 to 11 years. And you can see from this graph that, sorry, let me just say that. You can see, now it's working. Okay, you can see from this graph that since the introduction of genomics here in 2009, the rate of genetic gain has, or the economic index has increased rapidly up to here now. And by 2020, we're expecting that the EBI will have delivered 1.15 billion euro by 2020 into the economy. Ну вот с момента появления этого индекса, EBI, именно экономическая племенная ценность, экономический индекс племенной ценности с 2002 года, и когда фермеры начали им пользоваться, прибыльность с каждой коровы она начала резко вырастать. И в 2009 году, когда появилась геномная оценка, этот индекс, то есть прибыльность каждой коровы выросла очень быстро, то есть с огромной скоростью. И в 2020 году общая по всей Ирландии прибыльность от использования геномной оценки
будет оцениваться где-то в 1,15 миллиардов евро. То есть по сравнению с сегодняшней ситуацией, да, будет увеличено вдвое. Okay, so Cow's Own Worth was introduced in October. This is an aid to help farmers decide what cows they're going to cull out of their herd. То есть этот индекс CEO, что значит? Он означает, дает фермеру знак о выбраковке или не выбраковке данного животного. То есть ряд признаков, которые дают ему четкое понимание, стоит ли это животное держать дальше в стаде, либо его нужно выбраковывать. Был представлен 31 октября 2017 года, то есть этот индекс. Okay. Yeah, okay. So, just the Cow's Own Worth, what it can do is allow culling. So with the recorded data, you might have a cow that you think is for culling, but with the records, when you add the records in, you'll re-rank them, and the one, you'll re-rank them. То есть этот индекс строится на 4 основных показателях. То есть насколько корова быстро стала стельной, как легко осеменилась, на хромоте и возможных заболеваниях, таких как маститы. То есть все данные вносятся в эту базу, и уже база сама отбирает, то есть присваивает тот или иной индекс корове. То есть, да, вот ранжируя от 1 до 5, то есть животные, которые имеют индекс CEO ниже 4, те идут на выбраковку смело. So just a quick thing on beef. We now have a huge genomics project going on in Ireland for beef genomics. We're genotyping 1 million cattle, 2 million cattle up to 2020, and it's to improve genetic merit in the suckler herd and reduce greenhouse gases. Тут буквально 2 слова о программе геномной оценки мясного стада. То есть это служит для того, чтобы именно на уровне подсосного периода определить животных с для максимального использования и максимально эффективного в денежном эквиваленте использования в будущем. Позволяет также снизить количество газов, выделяемых животными, то есть и не выращивать ненужных животных, скажем так, не делаю лишнюю популяцию животных. Потому что проблема с газами, выделяемыми животными в Ирландии, это реально проблема. So the chip we use in Ireland is a 50k chip. It was developed with the laboratory and other stakeholders, the ICBF, Chagask and so on. We can test for over 160 major genes, and it can be used for all of the genomic analysis that we discussed earlier. IDB, как раз это International Dairy, ирландская организация, которая объединяет как мясных, так и молочных производителей, пользуется данными, собираемых из ДНК на основании при помощи так называемого SNP чипа, который позволяет определить 54 тысячи вот этих кусочков мононуклеотидных изменений в гене ДНК, из которых 40 тысяч является основным ядром, 6 тысяч для, скажем так, для лучшего распространения этих генов на чипе, 7 тысяч для отдельных интересов того или иного собственника и 1 тысяча для определения основных генов либо дефектов. Okay, just a little bit about Weatherby Scientific now. We're located in Ireland. The company is over 200 years old. Was established in 1770. It has several different aspects to it, but the laboratory was founded in 1985 for genotyping, genetics and food traceability.
It's based on Weatherby's are a company who look after pedigrees for thoroughbred horses. So pedigree and genetics is very important to the company. Немного о самой компании, то есть компания Weatherbys была основана в 1770 году в Ирландии, берет корни оттуда. Она является собственностью, частной собственностью в 7-м поколении одной и той же семьи, отвечает за основные показатели и развития сельского хозяйства в плане генетики, учредила в 1994 году свой частный банк, также финансовый институт и страховой институт. И в 1985 году Weatherbys Scientific, который, собственно, представляет Роми, был основан именно по работе с генотипированием, генетические тесты, и работали с программой отслеживаемости продуктов. The team in Weatherby's comprises of 7 people in the leadership team, and we are obviously looking after laboratory services. We've operations, laboratory services, sales and marketing, R&D, and we've got a finance department. We've about 35 core employees, and then we as well. На сегодняшний день наша команда состоит из 35 работников. Вот основное ядро вы видите на экране. То есть основное оказываем услуги нашим покупателям. Сюда в основное ядро входят как маркетинговые, так и операционные команды. Помимо этого еще есть у нас и научные сотрудники, которые работают в лабораториях. Okay, this is where we're located all over the world. The dark green is where we have customers. The light green is where we're developing customers. Здесь карта наших, то есть географическое положение наших клиентов, где в темном обозначены уже существующие клиенты и светлым потенциальные клиенты. И вот справа как раз в колонке видно те организации, то есть те объединения, которые пользуются нашими услугами. Our capability is we've delivered over 1 million samples genotyping in the last 3 years, which is 53 billion data points. And то есть наша оснащенность позволяет быть первым в Европе лучшей организацией для оказания подобных услуг. То есть где мы можем сопровождать услугами всех наших клиентов, где бы они ни находились в мире. Также мы работаем с лошадьми, с крупным рогатым скотом для определения родительских, то есть для определения родословной, для проверки родословных, верификации по СНП тестам, единичные какие-то генные тестирования, поиск родословных, если они утеряны. Ну и также в судебной экспертизе также принимают участие. We have the capability to run 25,000 samples a week. На сегодняшний день уже было обработано более 1 миллиона образцов. И за последние 3 года было получено 53 миллиарда данных по точкам. Да, вот если от каждый чип 54 СНП, так вот больше 53 миллиардов СНП было получено за последние 3 года. И на сегодняшний день они расширяются, что позволит в недалеком будущем обрабатывать более 25 тысяч образцов в неделю. То есть скорость обработки данных растет с каждым годом. Other species, we do. А основные животные, другие животные, которые...
аккредитация в таких компаниях, ну, крупных организациях, как ICR, ICAG, стандартизирована по всем стандартам и являются, скажем так, базовой компанией, на которой компания-производитель чипов для расшифровки ДНК, компания Lumina, она именно, то есть компания является аккредитована на использование этих чипов. Thank you. Спасибо большое. Роберт, thank you very much. Коллеги, ну мы уже больше 2 часов заседаем. У нас еще стало 2 спикера. Я бы сейчас хотел предоставить слово Зубову Юрию Вадимовичу. Это руководитель по работе с фермером и компании Ашан. Мы не зря его сюда пригласили. Действительно, у компании Ашан есть очень большой проект по взаимодействию с фермером. Он интересен, может быть, тем, что, опять же, здесь мы можем вернуться к практике, с одной стороны, долгосрочных контрактов, с другой стороны, премиальные цены за продукт, который выращен по требованиям сети. И в этом смысле это может быть действительно очень интересно, в том числе для производителей, сельхозтоваропроизводителей республики, с точки зрения долгосрочных взаимоотношений и повышения рентабельности производства. Юрий Владимирович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, спасибо за приглашение, спасибо, кто еще остался, кто выдержал. Так, я думал, нам немножко повезло, там не совпадали форматы презентации, но вот, оказывается, презентация все-таки работает. Но, тем не менее, я все равно постараюсь как-то все это немножко оживить и более спонтанно изложить ситуацию. Потому как говорить буду, на самом деле, о том же, о чем говорили сегодня все весь день. Это в животноводстве, это эффективность, это минимизация ценовых рынков, минимизация ценовых рисков на рынке и долгосрочные договорные отношения. Вот, на мой взгляд, это 3 кита, на которых должны совместно стоять и производители, и переработчики, и потребители. Я бы, кстати, вот жалко, Данон ушел, поспорил бы с Даноном. На самом деле, на мой взгляд, долгосрочный контракт с фиксированной ценой для производителя не всегда эффективен, не всегда выгоден. В случае такого достаточно длительного, скажем, полгода-год роста на сырье, все равно издержки и себестоимость производства для сырьевика поднимутся. И в этой ситуации он проиграет. Подходы здесь могут быть разные, но длительные контракты в любом случае интересны. В нашем случае, я чуть попозже к этому вернусь, это некий такой горизонт 3-5 лет. Что значит эффективность? То, что мы предлагаем и о чем я буду говорить, это диверсификация вашего молочного бизнеса. Уже упоминались несколько способов ухода от монопозиции. Да, монопозиция для любого производителя – это всегда риск. Он не один на этом рынке, не один на этом свете, и он может быть не самый эффективный, и не самый объемистый, и он может проигрывать, если он остается все время дудит в одну игру, в дуду и остается в одном рынке. Для молочника что это может быть? Это не только сырое молоко, это, как уже упоминалось, племенная работа, но это достаточно долго и дорого. И это смещение частью поголовья, частью шлейфа, смещение в сторону мясного скота. Это помесный скот, который на самом деле на рынке сейчас востребован не менее, чем чисто мясной, чем балуются достаточно крупные и серьезные компании. Но опять же, это дорогое удовольствие. А помесный скот – это, в принципе, доступно любому производителю. А более того, это доступно потребителю на полке магазина, потому как ценовой уровень у него заметно ниже, чем разрекламированная та же мраморная говядина. Да, это должно быть просто хорошее, качественное мясо. От имени кого я говорю? Я говорю от имени компании Ашан, которая, может быть, кто-то не знает, входит в тройку крупнейших по товарообороту сетевых ритейлеров в России. Соответственно, покупает и продает очень много мяса. Соответственно, много по этому поводу общается с конечным потребителем, более-менее понимает его интересы, его предпочтения, может в
том числе как-то этими интересами, предпочтениями управлять. И поэтому как бы компания решила, что она должна, может, имеет возможности и должна стать неким таким и товарным в том числе оператором этого рынка. Для этого, следующий слайд, пожалуйста, ну это вот то, что я рассказал, давайте дальше. Был построен вот такой завод. Простите, здесь картиночки, но на самом деле просто времени не хватило отфотографировать в реалиях. На самом деле на 99% совпадает с реальностями уже. Этот завод в Тамбовской области работает с июля 2017 года на полках Ашана в европейской части России. Вы уже видите его продукцию. Я, честно говоря, не знаю, до Ижевска доехал уже или нет. В первую очередь это свинина, говядина, чуть позже баранина и кролик. Дальше, следующие слайды. Дальше. Давайте просто покороче. То, что я вам говорил, да, все пляшет от клиента. Самый правый столбик. В конце концов и для сырьевиков, и для переработчиков деньги рождаются от клиентов. Деньги приходят оттуда приходит заказ, оттуда приходит потребность. Заказ кто-то должен ретранслировать производителю. Вот Ашан, в принципе, этим и хочет заняться, и уже начал заниматься. Дальше следующий слайд. Давайте я так самосеквестируюсь, да, давайте пролистаем вперед еще. Так, в каком отношении, что значит транслировать потребность? Я вот лет 5 назад увидел один социологический опрос и сам был немножко удивлен. Социологический опрос покупателей продуктов питания. На первом месте оказалось не цена, не пресловутое качество, которое никто на самом деле не знает, как описать, да, что такое качество, кроме как пищевой безопасности. А оказалось понимание источника происхождения этого товара, этого продукта. То есть после этого видел еще пару опросов, которые это подтверждали, что для покупателя стало очень важно понимать, что это, откуда оно взялось, кто и когда его сделал, как оно приехало на полку, сколько там пролежало и так далее, и так далее. То есть вот вся история товара. Чтобы эту историю товара покупателю изложить, магазину, ритейлеру приходится самому в эту цепочку где-то влезать, как-то встраиваться, потому что без обид, но нашим производителям не всем и не всегда можно верить. Озвучивается одно, озвучиваются какие-то специфические нюансы технологий, которые не соответствуют действительности, озвучиваются сроки производства, сроки годности продукта, которые не соответствуют действительности. А отвечает за все конечный продавец, то есть магазин, да, с жалобами и с финансовыми претензиями приходят к нему. И чтобы как бы смело и честно отвечать на все эти вопросы, на ритейлеру приходится в этот процесс влезать. Что значит входить? То есть через этот вот завод, через этот комбинат, который занимается разделкой мяса, мы входим в прямые отношения с фермером, с производителем скота. Ну, сейчас я, по-моему, не сказал, но имеется в виду, что сейчас мы говорим о КРСе, готового, подходящего для забоя. Да? Это может быть и молочный скот, и поместный, и мясной. Совместно со специалистами, с нашими там дружескими компаниями, которые обеспечивают аудит и консультирование этого производства, в данном случае это компания Капиталпрок, нами разработаны технические условия на, собственно, этот товар, то есть говядину в полутушах или живой скот. Такие достаточно серьезные труды, страниц по 60, включающие в себя в том числе определенные требования по генетике, требования по кормам, по содержанию, по ветеринарии, зоотехнии животных. И эти вещи мы регулярно проверяем. То есть у нас
есть первичный аудит хозяйства, достаточно такой долгий. Да, сразу оговорюсь, аудит исключительно за наш счет, не за счет производителя. И циклические аудиты 2, 3, 4 в год, в зависимости от состояния хозяйства, которые подтверждают соответствие действий производителя нашему согласованному с ним техническому заданию, бизнес-плану, что является основой долгосрочного контракта. Ну, невозможно подписать контракт на 5 лет вперед без разработанного и обеими сторонами правильно понимаемого бизнес-плана, принципов формирования цены. Мы не говорим о том, что эта цена на 5 лет вперед фиксированная, мы просто пытаемся, на самом деле этот процесс, наверное, самый сложный во всем этом деле, пытаемся найти общие принципы алгоритма расчета таких цен. Но не более того, именно просто подходов к ценообразованию. И то это такая штука достаточно трудная для согласования. Тем более на рынке говядины, который, в общем-то, остро дефицитен и цены на котором, ну, я не знаю, не помню, когда последний раз падали. Можно следующий слайд? Вот. И через этот инструмент, через комбинат мы получаем возможность влияния и вписывания своими силами, своими знаниями, своими специалистами, своими деньгами, в конце концов, вот в каждый шажочек на этом пути. Техническая поддержка, давайте сверху начнем. Поддержка, сопровождение, техническое управление. Это наши консультанты, это наши дружеские компании, консультанты, аудиторы, которые вместе с производителем разрабатывают некие программы и за наш счет их реализовывают. В том числе отслеживая экологическую безопасность, здоровье животных. Обязательно, опять же, мы же следуем во всем, шаг за шагом, да, пожеланиям наших потребителей. И экология, органичность продукта, забота об окружающей среде становится таким немаловажным параметром оценки продукта покупателям. И дальше начинается технологическая цепочка, то есть мы смотрим, откуда и как покупаются корма. Мы смотрим, что происходит. Вот все-таки у нас при трансформации презентации немножко как-то форматы наложились, да, не все поместилось. Но не суть важно. В общем-то, понятно, да, что мы достаточно скрупулезно и методично входим в каждый этот шажочек. И, по крайней мере, мы имеем о нем постоянное оперативное понимание и контроль. Дальше. Это уже более такой интегральный цикл, да, который включает в себя, даже не знаю, откуда начать, но давайте с пункта 1, CRM заказы из магазина. То есть это, в принципе, основополагающий момент всей этой цепочки, слева, вот он, пунктик 1. Это потребность покупателя, не более того. На основании потребности покупателя закупщики магазинов, центров распределения делают прогноз, формируют объемы, которые мы в согласованных сроках, количестве, качестве доводим до производителей живого скота. Дальше мы своими силами возим живой скот, мы своими силами забиваем животных. Ну, там, в общем, понятно, да, что вот вся эта цепочка, там уже пролистнулась дальше, вся эта цепочка где-то процентов на 75, кроме, конечно, самой основной части, а именно производства скота. Они что, в автоматическое листание попали? Ну, неважно. Вот, производится, собственно, силами Ашана. И что мы доносим до покупателя? До покупателя мы доносим все параметры продукта через QR-код. Если в магазины заходите, поставьте себе на телефонной программке чтения QR-кода, и на экране вы увидите в несколько слоев
насколько хотите глубоко всю информацию об этом товаре, где, откуда, когда, чем, кем, за чем, все прослеживается вплоть до там, ну еще не сейчас, но чуть позже до индивидуального номера животного. Юрий, Меркурий не нужен. М? Меркурий не нужен. А Меркурий сопровождает. Меркурий нас... Это шутка, я не предлагаю сейчас, потому что это тема отдельно, не будем мне это противозаконно об этом Да, я понял. Меркурий здесь на каждом шажочке к нам в эту цепочку влезает. Но на самом деле это, ну скажем так, общедоступное сопровождение, параллельное сопровождение Меркурия. Меркурий – это вещь замкнутая, она ничего не скажет Василию Ивановичу на полке магазина. Да? А вот эта штука скажет ему все, вплоть до того, как этого бычка звали при жизни. Вот, по КРСу вот мы 4 месяца как работаем. По свинине вот это все уже работает, мы на ней опробовали, потому как это самый такой, ну, самый оборотистый продукт. Значит, что предлагается по говядине? По говядине предлагается посмотреть в силу сегодняшних утренних разговоров о низкой продуктивности стада. Посмотреть и во всех таких хозяйствах, да, процентов 10-20, а то и больше, 40 низкопродуктивных коров найдется. При этом это коровы еще не старые, и их не надо прямо завтра забивать. Да? У них еще там 1, 2, 3 периода репродукции есть. Что предлагаем? Предлагаем с помощью наших уважаемых генетиков, да, с которыми там сотрудничаем и будем дальше сотрудничать, пройти эти 1, 2, 3 цикла на мясном осеменении. Опять же, нашими силами, нашими средствами, за наши деньги. Цены оговорим. Цены, ну, в общем, опять же, это же рынок такой. Он, если молочный рынок достаточно сегментирован по областям, по регионам, то мясной рынок, он сейчас, в общем-то, выровнялся. Да? Вот я там особо не совру, если скажу, что на сегодня молодняк, КРС, ну, 250-300 килограммов, мы готовы покупать 150 рублей и выше самовывозом. Вот, то есть предлагается молочникам, да, производителям молока посчитать, интересно ли это, интересно ли вот даже и не предлагаю им самим это считать, предлагаю воспользоваться помощью. Воспользоваться помощью серьезных консультирующих компаний, как, например, вот та же Капитал-Прок, с которой мы работаем по крупному рогатому скоту. Вместе посидеть, посчитать, потратить на это неделю, 2-3 месяца. И посмотреть, интересно ли им будет вывести под поместную репродукцию какую-то часть своего непродуктивного по молоку поголовья. Потому что это поголовье, оно, ну, как чемодан без ручки, да, и нести неудобно, и выбросить жалко. При этом же будет исследоваться и обсчитываться все поголовье. Да? Мы можем подключить сюда и генетику и эмбриональную генетику по улучшению того части поголовья, которое все-таки фермер решит оставить под молочную тему. Там презентация вторая, получилось ее сделать, нет? Юрий, ну я думаю, что, может быть, если возможно, там подводить все-таки итог, резюме. Да, в общем-то, итог очень простой. Да? Вот мы живем такой жизнью полгода, предлагаю всем желающим присоединяться. Удмуртский регион для нас интересен. Потребность в таких партнерах у нас постоянно. Всем спасибо. Юрий, спасибо вам большое. Я на самом деле с своей стороны отрекламирую вас, да, потому что вы так очень как бы скромно
действительно говорили о себе, хотя мне кажется, что действительно проект очень интересный, потому что Ашан действительно из крупнейших сетей, они готовы закупать достаточно большой объем скота, да, по хорошей цене, вот цена, которая была озвучена. Поэтому здесь действительно, мне кажется, для многих хозяйств, особенно у которых есть значительно поголовье низкопродуктивное, я просто напрямую рекомендую общаться как бы с коллегами, либо общаться с нами, мы дадим как соответствующие контакты, потому что действительно хороший вариант с точки зрения повышения в целом эффективности экономической прежде всего, в том числе молочного поголовья, прежде всего низкопродуктивного. Поэтому, мне кажется, действительно очень хорошая идея, которая потенциально может для вас выстрелить и дать хорошую прибавку в экономику. Да, я действительно как-то не сориентировал по объемам. К концу этого года наша потребность в КРС, в головах 200 голов в день. Сегодня мы закупаем где-то 7-8 машин в неделю. То есть это действительно очень хороший, как комфортный объем. Юрий, еще раз спасибо. Я в завершении хотел бы представить слово своей коллеге Виктории Кернской с тематикой, посвященной нашему проекту «3 молочных продукта в день». Это проект, направленный на, с одной стороны, развенчивание мифов о молоке, а с другой стороны, на стимулирование потребления. Это очень важно в контексте тех вопросов, которые мы обсуждали в первой части, да, когда говорили о долгосрочной программе развития отрасли. Все-таки вопрос спроса и стимулирования этого спроса является одним из ключевых здесь. Да. Понятно, что есть механизмы, которые связаны с прямой государственной поддержкой, например, программа внутренней продовольственной помощи, но есть еще и социальные проекты, которые в том числе реализуем мы. Я Викторию прошу рассказать об этом проекте. Ну и тем, кто будет заинтересован в реализации этого проекта, тоже к Виктории взять контакты, с ней пообщаться, позадавать вопросы в индивидуальном порядке. Виктория, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо, Артем. Расскажу без подробностей просто о смысле нашей программы и о том, что мы делаем. Следующий слайд, пожалуйста. Программа «3 молочных продукта в день» – это социальный федеральный проект, который основан на базе «Союз молоко». И, собственно, существуем вместе, дружим сильно. А проект, если «Союз молоко» работает с бизнесом, с поставщиками и производителями, то проект «3 молочных продукта в день» работает с потребителем и старается работать со спросом. И прежде всего, можно следующий слайд. Цель этого проекта – это образование потребителя и продвижение молочной категории в целом. В нашем проекте нет брендов, нет никакой рекламы, мы ничего не рекламируем, мы рекламируем только молочку как категорию. Проекту более 5 лет, но раньше он существовал офлайн. Мы работали с регионами, работали с билбордами и другими активностями, но потом поняли, что мы не достигаем нужного охвата, который смог бы что-то изменить в спросе, и решили уйти в онлайн буквально в прошлом году. И поняли, что очень много проблем именно с образованностью потребителя. Существует множество мифов, которые совершенно не имеют под собой никакой научной основы, поэтому в 2018 году мы боремся с мифами. Собственно, программа «3 молочных продукта в день» называется так, потому что именно в 3 молочных продуктах в день по рекомендации НИИ питания РАН 80% суточной нормы кальция. Мы продвигаем эту идею, что надо потреблять именно столько. Из целей у нас вытекают задачи не только опровергнуть мифы, но и дать правдивую информацию с помощью экспертного мнения, различных исследований, ученых и прочее. Следующий слайд, пожалуйста. У нас есть ключевые сообщения, которые мы стараемся донести с помощью наших агентов влияния, лидеров мнений в интернет-пространстве. Вот их здесь можно прочитать, их 4. Но суть заключается в том, что в вопросах здоровья нужно всегда доверять специалистам. Нам кажется, что мы разбираемся в питании, потому что мы питаемся каждый день, но на самом деле всегда нужно обращаться за помощью к тем, кто в этом действительно разбирается, имеет определенные компетенции и образование. Следующий слайд. Экосистема компании в этом году выглядит вот так. Из борьбы с мифами вытекает все остальное. Тут есть и сотрудничество с ритейлом. Компания Ашан тоже является партнером нашей программы. Но прежде всего мы работаем с лидерами мнений, они же блогеры. Мы посещаем 10 городов России, в них лидеров мнений, блогеров везем на заводы и фермы, где показываем, как все работает на самом деле, что с коровами все в порядке, что заводы работают хорошо, что там нет грязи и вообще все здорово. Если сказать общо и в целом, то мы хотим сделать молоко и молочные продукты модными. Можно следующий слайд.
Это график наших посещений, те мифы, о которых мы говорим. Не буду останавливаться подробно, но, к сожалению, Ижевска в этом графике нет. Но хотелось бы. Можно дальше. Это дальше тоже. Да, запуск проекта произошел 9 февраля в Москве. Собственно, вот в кадре диетолог, который разговаривает с блогерами и рассказывает, что не так с молочными мифами, с которыми мы встречаемся в интернете. Следующий слайд. Вот эти публикации, в которых блогеры пытаются представить молочную продукцию как атрибут классной, крутой, красивой жизни и, собственно, ввести моды на употребление молочных продуктов и желательно 3. Можно дальше. Это мероприятие в Краснодаре мы уже провели. Съездили на завод, на Тимошевский завод молочный. Можно дальше. Да, это публикация блогеров из Краснодара. Дальше. Буквально недавно, 16 марта, в Санкт-Петербурге провели встречу. Тоже съездили на молочный завод. Блогеры и лидеры мнений всегда очень радуются, когда их переодевают. Очень много фотографий и много положительных слов в их каналах о нас и, собственно, о молочной продукции в целом. Чаще всего в комментариях возникают длительные споры. Люди приходят и говорят: нет, там везде яд, все очень плохо. Но мы с этим боремся. У нас есть специальные люди, которые приходят в комментарии, говорят правдивую информацию, опираются на научные факты, в том числе диетологи и прочее. И в связи с тем, что мы начали такую активность и посещаем разные города, к нам иногда приходят запросы от регионов, как нам поучаствовать. И вот, собственно, поэтому мы сегодня здесь выступаем и наконец-то подготовили региональную программу участия. Можно следующий слайд. Еще слайд. Да, региональная поддержка. Можно дальше. Форматы взаимодействия с регионами. Мы понимаем, что, наверное, не всем регионам интересно одно и то же. И не все регионы хотят работать в федеральном проекте. Также это сложности, я рассказываю. И также многие производители еще не понимают, зачем давать деньги на рекламу, где нет твоего бренда. Как раз наш проект говорит о том, что если не рекламировать молочную категорию в целом, то рекламировать тогда вообще ничего не надо и производить тоже, потому что через 10, 20, 15 лет просто у каждого второго будет лактозная непереносимость, и молоко вообще никто не будет покупать, ну и молочную продукцию. Поэтому мы разработали отдельные форматы взаимодействия регионов, когда региональные производители объединяются между собой, называют себя 3 молочных продукта в день и название региона, ну, например, Удмуртская республика, и осуществляют перечисленные форматы взаимодействия, которые считают релевантными в своем регионе. То есть если вы, как производители, объединитесь и скажете: нам нужны билборды, пожалуйста, давайте делать билборды с согласованными ключевыми сообщениями, и те сообщения, которые транслируем мы, тоже будут транслироваться у вас. Но, собственно, тут все форматы перечислены, мы, естественно, можно медленно листать по слайду. Мы, естественно, со своей стороны готовы оказывать полную информационную поддержку и считаем, что синергия нашего опыта и вашего желания продвигать молочную категорию, вставать на ее защиту, а не только на защиту своего бренда, поможет нам сделать региональные представительства 3 молочных продукта в день успешными и классными. Спасибо. Виктория, спасибо большое за такое очень эмоциональное и, главное, краткое, что важно, особенно в конце выступления. Мне кажется, коллеги, мы действительно очень часто недооцениваем ту ауру, которая происходит вокруг молочных продуктов. У нас действительно есть определенные вопросы к потреблению подрастающего молодого поколения. У нас действительно есть определенные мифы относительно молочных продуктов в среде спортсменов, да, тех, кто занимается спортом. Есть очень много мифов, которые на самом деле не имеют никакого отношения к реальности, но негативно сказываются на спросе. И, собственно, ключевая задача вот этого проекта, она именно в этом и заключается. Объяснить, что молоко не вызывает рак, а пить молочные продукты, кисломолочный продукт, например, полезно. Да, и начинать это можно с детства и заканчивать в глубокой старости. Вот это ключевая задача проекта. Я сегодня говорил в своем выступлении коротко о динамике потребления, которая есть у вас. Да, она достаточно стабильная, регион много пьет молока, но потенциал тоже есть. Да? И в этом смысле вот такие программы и направлены как раз на то, чтобы особенно в целевых аудиториях,
наиболее рискованных, да, где нет той динамики, которой мы хотели быть, потребление молока все-таки росло, а продукт воспринимался как правильный и здоровый. Виктория, спасибо еще раз большое. Если будут какие-то вопросы, то вопросы Виктории либо мне можете задавать, в том числе в кулуарах. Коллеги, я хочу посыпать голову пеплом. Я, к сожалению, пропустил еще одного выступающего. Хотел бы сейчас предоставить ему слово. Это Янчуков Иван Николаевич, генеральный директор ООО «Московская», который коротко расскажет о, я так понимаю, предприятии. Алло. Я попью сейчас, извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Я вам рассказываю о предприятии Московского. 4-й слайд сразу включите. Нашему предприятию исполнилось в прошлом году 60 лет. Мы старинное предприятие, как и все предприятия в России. Мы входим в структуру головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных, но мы как бы являемся сегодня лидером, потому что вы тему видели, что ведущее предприятие страны, вы потом увидите, почему оно стало ведущим и почему оно есть сегодня ведущее. Наша структура предприятия, мы имеем обособленное подразделение. На предприятии есть РИС, селекционно-репродуктивный центр Мосполиомиелита, мы потом тоже об нем поговорим. У меня есть представительство в Рязани, в Оренбурге, региональное представительство есть в Белгороде, во Владимире, в Калуге, в Липецке, в Тамбове, в Нижнем Новгороде, в Сибирском федеральном округе и в Южном федеральном округе. Давайте дальше. На все виды деятельности на предприятии есть свидетельство, которое выдается федеральным министерством. Вы видите, у нас это станция по искусственному семенению, РИС, и 2 лаборатории у нас, которые сертифицированы и которые также имеют свидетельство. И есть сертификат на нашу продукцию, которую мы ежегодно сертифицируем. На каждого быка, на каждую дозу семени у нас есть сертификат нашей продукции. Следующее. Породный состав быков, я не буду на нем долго останавливаться. Мы предлагаем семя 286 быков сегодня, 138 живых у нас быков на станции находится, и различных молочных пород и мясных пород. Дальше. Это лучшие быки, которые сегодня, это наша, как сказать, элита, наша зеркало нашего племпредприятия. Мы говорим о том, что многие зарубежные компании сегодня приезжают и говорят, что в России у нас ничего нет, что в России на станциях искусственного семени семя все плохое, там верить нельзя никому, идти поработать с ними нельзя. Мы это опровергаем, и вы видите, какие сегодня быки стоят на станции, с каким TPI, вы знаете, это американский сегодня индекс. И что такое NetMerit, американский индекс, который выражается в долларах. Наверное, вы тоже знаете, вы видите. Это быки с очень высокими индексами и с очень хорошей родословной. Дальше. Что мы сегодня имеем в России, что мы продаем? Мы продаем у нас сегодня в наличии 6,4 миллиона доз семени с 56 или 11%, в том числе 3,6 миллиона официально от быков-улучшателей, которые были оценены по дочерям и которым присвоена категория, которая сегодня единственная оценка в России считается нормативно правильная, нормативно законная, это оценка быков по дочерям, именно по сравнению со сверстницами. Количество живых быков я уже вам сказал. И реализовано семени. Вы видите, 9,6 миллионов доз использовано в 2017 году семени в России, 1,3 миллиона или 13,5% это то семя, которое ушло с нашего племпредприятия. И в том числе от быков-улучшателей 850 тысяч доз или 18,2% по всей России. Дальше. Потребителями племенной продукции у нас являются, вы видите, 4 страны СНГ. Это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия. 58 регионов Российской Федерации. Племпредприятия России, это наши коллеги, которые у нас контракты, 21 племпредприятие, которое покупают у нас семя и развозят
всем тем по хозяйствам, которые находятся в регионах. Сельхозпредприятия у нас, официальных договоров прямых с сельхозпредприятиями, вы видите, 1243 договора у нас напрямую с сельхозпредприятиями. И также в ЛПХ, коллективно-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, эти 162 у нас сегодня таких контрагентов, с которыми мы работаем, продали им 37 тысяч доз семени. Дальше. Ну и теперь я скажу немножко о наших самом ценном, что у нас есть на предприятии. Это наши быки, которых мы считаем, что им цены вообще нету. Если кто у нас сегодня тут остался и кто немножко в генетике, в селекции понимает, вы знаете, кто такой Могул. Это знаменитейший отец, который от него быки стоят во всем мире на станциях искусственного осеменения. И по последней декабрьской оценке, среди 10 лучших быков Америки 7 сыновей Могула. Это просто вам для представительства. Вот эти сыновья, которые стоят, этого же Могула, стоят на нашем предприятии. И вы видите, это потомки лучшей коровы мира 2014 года, ну, при помощи эмбрионов, сегодня уже много чего говорили про эмбрионы, я не буду говорить, получены быки в Европе, в Америке, в Канаде. И мы их привезли, мы их купили. Быки эти находятся на нашей станции. Дальше. Бык Реквест. Это потомок быка, рейсера. Этот бык в 2016 году, он был 6-й по геномной оценке среди лучших быков Германии. Сегодня он входит в топе лучших быков Германии. Вы знаете, что геномная оценка, она тоже, с каждой оценкой она понижается или повышается, это все зависит от... Но в основном она понижается, потому что потомки сегодняшние, они превышают тех потомков, которые были вчера. Вы видите, какие индексы и абсолютный улучшатель. Как молока, как белка, как жира, и также экстерьеры, долголетие, и соматику, и легкие отелы, и все признаки. Дальше. Мурана. Бык по декабрьской оценке, посмотрите, бычок, который сегодня является Мурана на 2-м месте в списке из 250 лучших оцененных по дочерям быков Германии в декабре 2017 года. А бык уже стоит 2-й год у нас на предприятии. Тоже абсолютный улучшатель, посмотрите, всех качеств продуктивных, а также и долголетие, и молочные типы, соматику, и то, что очень хороший бык. Дальше. Ну, я не буду теперь о каждом говорить, наверное, немножко. Если у кого-то есть заинтересованность, вы все меня знаете, там наше предприятие известно, можете зайти на сайт, посмотреть, все эти быки там есть. Давайте еще пройдем. Бобой, вот 4-й бык, да, давайте дальше, да, в Германии был. Давайте еще дальше, да, еще дальше. Эльдорадо, об этом бычке можно чуть-чуть остановиться. Это бык, у которого сегодня уже, вы посмотрите, какой у него индекс TPI и какой он мерит. Бык, у него сегодня уже есть дочери, 20 дочерей с очень высокими индексами племенной ценности. И сегодня в Европе по последней оценке дочь этого быка стала вообще лучшей по геномной оценке в Европе. Дальше. А бык стоит у нас. Еще дальше. Еще дальше. Еще дальше давайте, да. Вот я хотел бы остановиться о том, что как мы работаем, как наши быки работают в России. Вы видите, в Московской области по прошлой бонитировке, не по этой, я вам говорю точно, потому что эту бонитировку еще так сильно не анализировали. Вот 6 коров, которые в Московской области имеют надой 15 тысяч и выше. Свыше 16 тысяч – это одна корова, она в современных агротехнологиях находится, хозяйство, оно сегодня территориально находится в городе Москве, но они бонитировку, потому что мы являемся РИСом, бонитировку все равно принимаем мы, Московскую область и Москву вместе взятую. Одна корова, которая имела, это бык, это животное от нашего быка, Шадора. И среди 6 коров 3 коровы от нашего быка, а 3 коровы, привезенные с Америки. Мы говорим о том, что это совершенно равноценная генетика, которая сегодня есть в России. Дальше. И вы видите, 10 тысяч коров и выше в Московской области, 2617 голов. 55% это животные, которые от наших быков. Дальше.
Выход телят на 100 коров в высокопродуктивных хозяйствах. Мы привыкли сегодня говорить, особенно в хозяйствах, если надой повышается, то значит у нас воспроизводство падает. К великому сожалению, и у нас в Московской области невысокое воспроизводство в целом, в среднем, если брать. Но есть хозяйства, которые достойно, с 10-тысячным надоем имеют 86 телят на 100 коров. Вы видите, вот по рангу выстроен надой, и вы видите, какой у них выход телят на 100 коров. Это говорит о том, что если люди серьезно занимаются, о чем мы сегодня весь день говорим, и кормление, и содержание, и главное люди, которые там, менеджмент, который работает на фермах, значит там есть хорошие результаты. У нас есть и плохие результаты, мы их просто не приводим, понятно что, да. Дальше. И изменение средней продуктивности коров в хозяйствах, кто с нами много лет работает. Я вам сказал, у нас 1200 с лишним хозяйств, которые с нами работают только напрямую. А если через все посчитать, то это очень много. И те хозяйства, мы смотрим хозяйства вот Московской области, на следующем сейчас слайде будет другая область, которые вот работают с нами, тут у нас с 10 по 17 год, вы видите, какая прибавка в среднем идет по молоку и каких они результатов добились. Второй слайд давайте. Здесь хозяйства других регионов, там и Архангельская, и Рязанская, и Краснодарский край, и Владимирская область. Давайте дальше. Я вам сказал про РИС. РИС, который мы его создали, первые в Российской Федерации, региональный информационно-селекционный центр, и разработали всю документацию по РИСам, что они должны делать, и утвердили. Это за прошлый год, что проделано нашим РИСом. Выдано свидетельств 5661. Вы видите там по коровам, остальные по овцам. У нас еще есть племенное овцеводческое хозяйство, которое тоже мы выдаем. Подтверждены переводы сертификатов, которые к нам привозят, в основном в Московскую область. Оценено и переоценено быков. Мы быков оцениваем 2 раза в год. Как делается, во всем мире это делается 3 раза в год. Каждые 4 месяца, вы все знаете, идет новая оценка быков. Мы в России, в Московской области, мы сделали пока 2 раза в год переоценку. И все быки переоцениваются. Все, до единой. Быку там 5 лет, 10 лет. Вот семя есть 286 быков, то если оно используется в каких-то хозяйствах, где мы проводим тестирование быков, мы обязательно быков переоцениваем. Оценка коров по типу телосложения. У нас есть группа экспертов, которая обучалась в Германии, и сегодня мы обучаем экспертов. Ежегодно к нам приезжает классификатор с Германии и проводим тестирование наших специалистов. Очень многие специалисты из других регионов приезжают к нам, и мы их обучаем, как правильно оценивать, делать экстерьерную оценку. Индивидуальный подбор в хозяйствах. Вы видите, нашими специалистами проведено за год 308 хозяйств, у которых прошел индивидуальный подбор. 129 это в Московской области, а другие за пределами регионов. В племенных хозяйствах 107 племенных хозяйств Российской Федерации мы сделали подбор животных. Подготовка операторов, искусственное осеменение. Мы готовим операторов, мы готовим их в хозяйствах, мы готовим их, собираем там по 12, по 16 человек. В каком-то регионе, там в Белгороде мы провели, вот Оренбург у нас сидит, мы в прошлом году там провели подготовку техников-ассиминаторов. С Рамжа туда выезжают специалисты, которые проводят, потому что всех собрать с Оренбурга, приехать в Москву и жить тут, там, допустим, 2 или 3 недели, это не... Все-таки в каждом хозяйстве одна проблема, а кто его завтра будет вместо него работать? Мы занимаемся этим вопросом. У нас 2 лаборатории. Осуществлен анализ молока. Вы видите, 1 114 000 анализов. У нас самая современная система стоит. Мы купили... Ну, у нас они и раньше были 4, с 94 года были 4 машины, потом они устарели. В 2012 году мы купили новую машину за 16 миллионов, которая сегодня мы делаем, производим анализ молока по 11 компонентам. Это и по глюкозу мы делаем, и по ацетону мы делаем, и по многим показателям, которые... И мало того, что мы делаем, еще у нас специалисты, они дают обязательно сопровождение, если идет нарушение грубое. Сразу по молоку видно, где нарушение обмена веществ у животных. Подтверждение происхождения животных 10 100 голов и плюс реагенты. Многие регионы у нас покупают реагенты с
с нашей лабораторией. Ну и проведено там конференций, семинаров, выставок. Давайте дальше. Это наше новшество, которое мы ввели в этом году. Мы с 2012 года мы занимаемся реконструкцией одного из филиалов нашего предприятия, где мы сегодня открыли свой селекционно-репродуктивный центр. У нас там сегодня стоит 41 донор. Это животные, которые куплены на аукционах Германии, которые куплены в Чехословакии, на самой хорошей ферме в Чехословакии, где продуктивность около 12 тысяч в среднем на корову. Вы видите, мы уже вымыли 58 эмбрионов, пересадили 12. Вы посмотрите, каких мы бычков используем для получения эмбрионов. Это Монтрос знаменитый, который вы видите, по оценке он первый и в Канаде, и в Америке. Йодер, который на втором месте в Америке, третий в Канаде. Лаутруст, который первый в Канаде, а те быки, которые используются. А справа вы видите, что каких доноров мы купили, с какими высокими геномными оценками, это телочки. Вот это содержание. Дальше. Сотрудничество с регионами. Вы видите, у нас официально заключены соглашения с 5 регионами сегодня, что мы именно с министерствами, с департаментами 5 областей, где подготовлено соглашение, где мы будем продолжать сотрудничать с этими регионами. Дальше. Ну, я вам сказал, у нас в Московской области проходит ежегодная выставка «Звезды Подмосковья». И многие регионы делегациями приезжают к нам всегда на эту выставку. Вы видите, это выставка 2017 года, это независимый судья из Германии, к нам всегда приезжают разные судьи независимые и оценивают коров. Вот стоят группа коров, вы видите, 7 голов, да? Все в этом году так получилось, что все животные выбраны от быков, которые сегодня стоят в России. Стоят у нас или стоят у нас еще центральная станция бывшая, сегодня головной селекционный центр. Быки все наши. Дальше. И корова сегодня, которая тоже от нашего быка, от Рафаэля, которую судья признал победительницей. И второе место Аксинина, отец Бутемба. И может быть даже у вас кто-то работает с этим быком. Дальше. Наверное, все. Да. Благодарю за внимание, спасибо. Я бы мог дольше рассказывать, вот так все, да. Спасибо. Иван Николаевич, спасибо вам большое. Очень динамичное такое заряжающее выступление. Спасибо еще раз большое. Коллеги, ну что, мы тогда завершаем, наверное, подводим итоги. Спасибо большое. Надеюсь, что для каждого вас те или иные выступления были интересными. Со спикерами всегда есть контакты. Если нужны будут презентации, они тоже будут предоставлены. Будут какие-то вопросы, всегда обращайтесь. Спасибо вам за внимание. Спасибо.